Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sida noche. Ay, tío, estaba faltando. На вчерашние наши, как говорится, добровольное пожертвование купил некоторые книги для работы, поэтому так произошла задержка. По мере возможности, конечно же, постараемся проводить более или менее обхватывающие важные моменты. К сожалению, у меня очень в последнее время не лучшая ситуация, но мы пытаемся выйти из положения. Мы, я имею в виду себя, как-то в третьем лице говорить уже чрезмерно пафосно. Вот. И постараемся сегодня ответить, валейкум салам, на вопросы, которые у вас есть. И если кто-то там хочет пообщаться в прямом эфире, задать вопросы. Конечно же, ряд вопросов вчерашних, которые Беслан поднимал, я думаю, уже вы сами знаете на них ответы. И, в принципе, мои подписчики тоже ее знают. А почему в Ютубе у нас есть канал, а остальное выходить на пространство YouTube канала, конечно же, альхамдулилля, мы пытаемся, я, по крайней мере, попытаюсь, но сейчас пока у нас, как говорится, небольшая задержка. Вот. И начнем отвечать на вопросы. Башлам, как думаешь, СССР пришел в себя от ингушей или продолжает шокировать? Я, конечно, мне его прислали несколько человек. По этой ситуации я говорил с представителем ситуацию с двумя представителями ЦАДИНУ, которые участвовали в этих митингах 1973 года. Я не буду сейчас углубляться в эту ситуацию, поскольку я боюсь, что это может немножко обидеть некоторых людей, имеется в виду, как это в реальности было. Немножко иначе была картина, чем там наши показывают, и наши Альшер Руслан пытается преподнести. Закончилось это, многие получили административки, студенты были многие, чеченцы, я имею в виду, были отстранены от учебы. Не лучшая, картина была. А вообще, по сути, говорят, что он рассказывал, что сами зачинщики вот этого вот движения, мы, конечно, немножко получили не тот результат. Ну да ладно, оставим это. В принципе, если прямой речью сказать, он говорил, что зачинщики данного мероприятия фактически сразу же покинули не только столицу города Грозно, но и республику, уехали. Вот. А вот тех людей, которые трансбоями гоняли, многие очень сильно простыли, и в процентном соотношении этот митинг был не чисто ингушским, само собой, а там и ногчи были, вот. И, само собой, подносили и горячую еду, и все остальное поддерживали. В то время не было понимания о том, что что будет такое в дальнейшем. Вот. Что касается, что это был первый в СССР, что никто такого не делал, но это тоже провокация, это тоже ложь. И, к сожалению, мне пришлось вам, к сожалению или к радости, показать, что
более и масштабнее, и большие. Были мероприятия, были митинги. Никто не отрицает, я знаю об этом, что происходило в 1973 году. Они свое недовольство указали, я согласен. Но снова же не нужно возвышать себя, унижая, алейкум салам, понижая или унижая другие народы. Я вам показал и белорусов, и узбеков, и казахов, и немцев, российских немцев, которые проводили большие митинги. Кто-то хотел там получить свою автономию, кто не позволили им сделать в Казахстане. Кстати, насчет автономии и размещения там на постоянной основе, об этом, конечно, говорилось, если вы не знаете, говорилось и о чеченцах, и ингушах, которые были депортированы в Казахстан. То есть им там по месту проживания тоже хотели якобы выделить определенные участки земли, чтобы они там в дальнейшем оставались во время депортации тираном Иосифом Сталиным. Поэтому вот и поступил у нас донат. Огромное спасибо. Да, Саадот Будейснак Эзершка Солдахтел. Спасибо за поддержку нашему каналу. Как говорится, благодаря вам мы продолжаем действовать и очень активно. Я раньше думал, когда стримеры говорили о том, чтобы там донаты влияют, очень я думал, как это на самом деле, не понимал всего этого, но оказывается очень сильно и от донатов, и от рекламы встроенной очень сильно влияет и на канал, и на работу канала. Вот, оказывается, та же самая участь по тому, что выделить там, оставить их там, в Казахстане, Киргизстане была, якобы была такая идея, ее подавали, с этими документами я тоже ознакомился, а как вели себя некоторые представители соседних сюлей, я сегодня опубликовал вам материал, тоже это исторический факт, из сводки МВД СССР, то есть чем они занимались, даже находясь на нашей территории, проживая в наших домах здесь, на нашей родине, эти люди пытались сделать все, чтобы обратно чеченцев депортировали, хотя сами после 20-го съезда КПСС, после выступления развенчания культа личности Сталина, многие признавали, что никакими врагами народа чеченцы не являются, и что это просто-напросто была некая попытка обезопасить именно вот этот Кавказ. Алейкум салам, цуан трай, сидолу, цуан трай, масярик салам, маршал докши. Поэтому я думаю, что вопросы, касаемые истории, они рано или поздно понемножку будут всплывать. Что тут здесь был вопрос по башлам, почему у всех мелхи, не у всех. Во-первых, территория Мелхи территориально в определенное время входил в состав Грузинской АСР. Потом, конечно же, они вернулись, и вот это влияние грузинской, часть, которая во время присутствовала в Грузинской АСР и повлияла немножко на фамилии Хаяури, Махаури, алейкум салам. А что касается всей Мелхи, это неправда. Допустим, Хациев, абсолютно Хациевы, это одни из больших фамилий Мелхи, они не входили в состав, то есть у них не грузинская. Много других Мелхи фамилий есть, допустим, Садешич, он вообще Чмаев, так же, как и я. И он тоже Мелхи, чистокровный Мелхи, так сказать, на все тайпад Мелхи, вот, но я не об этом. Сейчас как-то вы меня отвлекаете.
надо делать. Стрим это и есть сейчас то, что я веду, это и называется стримом. А что касается, надо делать встречи, встречи хорошая вещь. Но мы по мере возможности, конечно, когда запросы мы получаем, я редко кого не принимаю, чтобы там сказать. Бывают некоторые моменты, конечно, в моих прямых эфирах я знал, что человек немного не в трезвом состоянии, я этого человека не принял в эфир. Такое было у меня, конечно. То есть я его один раз принял, но из-за неадекватности, валикум салам, я понял, что и позорить этого человека не хотел. Почему? Потому что подписчики сразу негативно нападают и начинают вот атаковать, называя там разными бранными словами или оскорблять, что человек был в нетрезвом состоянии. Я не сужу людей, честно сказать, разные бывают ситуации. Говорю про Бузуртанова, не надо делать. Нет, там какой стрим? Вот видите, маловероятно, что он придет в мой прямой эфир. Поэтому что ситуация. Ладно, давайте дальше продолжим эфир, задавать вопросы. Ну, все как обычно, все. Надо это более ускоренно режиме сделать. Вот так, как говорится. Постараемся. Так, дальше. Какие там вопросы? Ну, по публикации материала на этого Зурхая, кумыкского князя, я не забыл. Просто когда ты каждый день читаешь и попадаются моменты, приходится их закидывать. Мы пытаемся понемножку, я пытаюсь все как бы одновременно привести в действие для того, чтобы вы могли ознакомиться с этим. И многие нужные моменты, исторические моменты, как бы они ни выглядели, но надо. Башлам, кто такие этрусские? Ну, про этрусков я вроде бы писал, такие, знаешь, не сильно доказанные моменты, я не сильно хочу их как бы затрагивать, но по ним материал я собираю. После того, так, и у нас поступило задонатили. Просто задонатил кто-то. Аллах дал саадойл, дал духдах дойл. Дал бодисник эзашка солдах пилшуну зендейра. Вот так я отблагодарю своих подписчиков, которые донатят на наш канал. Башлам, Седахский район Ингушетия, это Новчий и Адыгская земля. У него название Адыгская, значит красивая вода. Да, это часть Малой Кабарды, некогда бывшая. Эту землю, по этим землям есть несколько вариантов. Сам Псидах был выкуплен у черкесского князя за определенную сумму. Выписка о том, что собрал определенный человек, собрал все золото, все, что было, и выкупил эту землю. А сама большая часть Малой Кабарды была выкуплена царской Россией. Они выкупили эту землю у Бека Черкасского, и эти земли потом были заселены терскими казаками. Ну, само собой, вы знаете, да, дальше уже участь, думаю, не стоит ее потом. Сонжинский округ был вместе вот как бы с этими землями, все Сонжинские, Малгобекские входили в состав. Потом терцы, казачество начали потихоньку уже оттуда избавляться от казачества и отправлять их. Эти земли начали заселяться. Особенно сильно вот эти земли, Инарки, Сагапши,
Малгобек, они начали резко заполняться именно ингушским населением после конфликта 92 года. А до этого преобладающее большинство там было за орстхойцами. То есть орстхой, ну, имеется в виду русские, орстхой, ингушей было не так много, но потом дальше уже начали как бы увеличиваться. А так это, да, некогда это было под, так скажем, юрисдикцией черкесских, адыгских князей. И там есть кладбище, адыгское кладбище, до сих пор находится в Псидахе, за ним ухаживают, по крайней мере. Но были и в других местах, там Alhamdulillah, ибо удуца. начали, ну ладно, я не буду сейчас вмешиваться. Юсуф, ассаламу алейкум, подскажите. И задонатили просто без сообщений, да, без сообщений, просто задонатили. Дал сайо, донат, дал дух, да, актуально. Ассаламу алейкум, подскажите, как сделать поиск по публикациям? Ищу пост про Ялхой. Башлам говорил, что была публикация. Я не могу, да, у меня 2 части про Ялхой есть публикация. Я, честно сказать, тебе только механически могу подсказать. Ты спускаешься, смотришь, и там есть про Ялхой, я написал уже. Про вруна сказать, что он врун, не является оскорблением. Нахчу турпа у вас. Так, дальше. Башлам видел Мусузурабова в Совете Тайпов? Нет, не видел. Наверное, это последняя, как говорится, тема. Если это Если у вас есть вопросы, напишите. Не видел. Ранние выступления я видел. Вы аж оккупантами, кабардинцам, ахнох чумак халац, мабавы би, шой мах царь, баоли ош. Я не понял твоего вопроса, Ингалга. Может, ты все-таки на русском напишешь, чтобы я... Сегодня у меня чуть, как говорится, нохчи турпалханц хейрсо хауафа сагуа. Я не знаю, ты, походу, это не мне написал опять. Брат, это ногчи ухаживают за кладбищами. Да, и ногчи ухаживают за кладбищами. И черкесы ухаживают. Да, черкесские мусульмане были там. Черкесы похоронены, там мусульмане. Но там есть и похороненные русские, но черкесы, имеется в виду мусульмане. Брат, я тебя не понял. На русском напиши, пожалуйста. Ногчи муак халяц бах. Ях кабардинцам. Мушой Муахтар Баош. Не понял я опять же. Инарки вроде 95 и 96 создали. Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Башлам. Один историк говорил, что Чечня была крепостью. Говорил, что Чечня была крепостью и что главная часть Кавказа была именно Чечня, а не дагестанские княжества. Есть доводы по этому поводу. Как-то я не понял точного вопроса. Чечня не была крепостью. Это раз. Что касается, если ты имеешь в виду столицы имаматства, да, 2 столицы, имамат Чечни и Дагестана были оба в Чечне. Ведено и Дарго. То есть столицы Шамиля обе были в Чечне. Что касается опоры царской России, была ли Чечня, нет, конечно. По всем высказываниям всех историков, самая беспокойная, самая надоедливая нация и место, которое всегда была война, в Кавказскую войну, это были непосредственно, в первую очередь, это была с восточной стороны и центральной стороны. Это была Чечня, которая всегда воевала. И вплоть до 1877 года были восстания. Последние Алибек Хаджи Зандакского, кажется. Вот. А остальные, вторая столица, так сказать, военных действий, боевых действий, это была Адыгея. Ну, западные
Западный Кавказ тоже очень долго воевал, поэтому мы, вне всякого сомнения, нисколько не хотим принизить. И мне многие задают вопросы, а правда, что адыги? А правда? Да, правда. Во время Кавказской войны адыги, как и нохчи, потеряли очень много, но есть в этом не только как бы они потеряли во время войны свою родину, плюс во время Кавказской войны почти что отток 90, некоторые говорят 90, некоторые говорят 95% отток адыгов произошел они мухаджирами ушли за пределы Кавказа, имеется в виду за пределы нашей, своей родины. Поэтому, да, у нас тоже было, мухаджиры были, ушли, многие ушли, но снова же и кто-то задонатил. Сегодня просто по ходу донатят без сообщения, поэтому... нет, это наш брат Аптей. Сегодня, походу, он немножко задержался, поэтому... Аптей, вопрос по дагестанцам. Касаемо, что в Дагестане погибло. Нет, Дагестан, конечно, тоже потерял. Я не спорю, в Кавказской войне немало потерял. Но проблема в том, что по сравнению с теми же адыгами и чеченцами очень потери были несоизмеримы. Я говорил, что многие земли в Чечне были подконтрольны кабардинцам. Да, они были подконтрольны кабардинцам. В этом случае признаете, что эти земли должны принадлежать кабардинцам? Я понимаю твой вопрос, очень хороший вопрос, но проблема в том, что эти земли не принадлежали кабардинцам. Они управляли, были управленцами. Некоторые были по приглашению, некоторые были за царской Россией, чтобы ты понимал. А вот касаемо отвоеванных земель, у них же их отвоевали обратно. Понимаешь, отвоевать чужими руками и землю получить, или отвоевать самим, освободить свою родину, здесь есть разница. Поэтому нужно об этом понимать. То, что тебе царская Россия отдает, отвоевав, и говорят, вот это наше, теперь это ваше. Это одно дело. А другое дело, когда ты сам вытеснил. Кабардинские князья, кумыкские, шамхалы и аварские нуцалы были освобождены с помощью своей внутренней силы, понимаете? И на чеченские, да, есть некоторые разговоры, ведут некоторые кабардинцы, некоторых, их очень малое количество, которые там предъявляют, вот когда-то было наше. Больше, чем кабардинцы, допустим, черкесы об этом говорят, кумыки, они любят, там, что до самого, чуть ли не Владикавказа, по Сунже, все земли были наши, есть и такие кумыки, в отличие от черкесов, они больше говорят об этом, но черкесы меньше говорят в историческом плане. Так что есть исконная земля, а есть покоренная, заселенная земля определенно. Но я тебя хочу успокоить. В Малой Кабарде вы никогда же не жили. То есть на землях Малой Кабарды у вас никогда не было. С ними граничили мы, в основном на всех картах это видно. Да и как вы можете, если до Назрани только спустились в 1810 году и после вам дали, где Назрань находится, а где находится Малая Кабарда, выше. Поэтому, я думаю, неуместно немножко, конечно. Боб, Башлам, а Дарго сохранились какие-нибудь здания времени? Нет, я не видел в Дарго, чтобы сохранились какие-то здания. И введено осталась небольшая стена, кажется, осталась историческая. Но она сейчас, как исторический объект, этого нету. Конечно же, вне сомнения, если бы мы хотим развивать туризм и все остальное, вот это нужно было бы как бы возродить. Введено, кажется, осталось место, то ли сад, то ли парк остался, кажется, со времен Шамиля. Вроде бы остался вот от крепости Введено, вроде бы говорили. И сама вот стена от крепости имама Шамиля, там сегодня она уже как бы, я видел, она уже вошла в часть там базара и так далее и тому подобное. То есть исторически, если мы ждем дальнейшего
дальнейшем хотим развивать туризм, экотуризм, такие вещи допускать нельзя. Такие стены, даже не важно, что это была крепость Шамиля, надо от этой, как говорится, столицы и крепости введено. Там одна стена была небольшая. Сейчас что-либо осталось, но вряд ли, очень мало, если осталось. Только ингушан оккупантам. Ну, я не знаю, где ты видишь оккупантов, конечно. Ассаламу алейкум, Башан, только зашел. Я понял, Апте. Я тебе в личку прислал про тех чемпионов. Шамиль ДРСХЛ обязательно опубликуем. Фотографии, главное, чтобы были, мы его опубликовать ее. Они были захвачены с помощью ингушки. Нет, конечно, они были захвачены с помощью России. Мы отвоевали их обратно. Они как раз таки и кабардинский царь Грозный и другие цари поддержали. Короче, ты такую сейчас чушь несешь. Это ваша земля, брат, нам чужого не надо. Мы братья навеки. Но Малгобек всегда, да, это адыгская. Иван Грозный. Тогда почему им должны при нашей земле, если ваши не должны? Еще раз я тебе говорю, я не говорил, что принадлежат, я говорил про кладбище. Я рассказывал про историю, что когда-то там это было, что выкупили. Ты вообще меня слышал? Нет, не знаю, сейчас ты их земля, ваша земля, я такого не говорил. Земли псидавские подарены Ермоловым своему князю Бековичу Черкасскому. До передачи этих земель оттуда выдворены чеченское и кабардинское население. Они еще 500 лет были с русскими, тогда русские еще до ингушей не дошли. Ну, давай ты не будешь про древности, про 500 лет рассказывать черкесам. Я не хочу влазить в ваши отношения. Ладно, сами разберетесь. Дорогой старый дом, где жил имам Шамиль. Не будем обосной по фактам. Мало кто тут говорит правду. Ты ж серьезно, ты смотри. Нашел место, где говорить правду. Макар, это говорит ваш Башлам. Имам Шамиль умел на чеченском разговаривать? Нет, я слышал, что он не умел разговаривать на чеченском. У него всегда был рядом переводчик, который разговаривал на чеченском языке. Мало кто говорит здесь правду. Бахадел даже. Господи. Фуюиц ошаче, бля. Кто бы это говорил? Если бы я пытался бы разоблачать каждую вашу ложь, то, боюсь, мне бы и не хватило бы для своей жизни. Ну да ладно. Так, дальше. Так, по данным исторических документов, граница между чеченскими кабардинцами была река Терек. Западно между речью Терек и Курпа была. Да. Это официально. Оставьте свои провокационные высказывания. Душа мне меньше 7000 лет давал. Опасно, я не пишу подписчикам на тебя. Все, понял. Все, окей. Вот. Дальше продолжаем. Отвечаем на вопросы. Так. Маршо, я так понял, мне кто-то в директ вчера, Дучи написал вчера в директ, сказал, что Джузи приехала домой. Джузи, салам на чеченский, сестренка. Имам Шамиль знал 4 языка: аварский, арабский, чеченский, кумыкский. Нет, София Аскерханова, это неправда. Сам об этом говорит Аль-Карахи, который рассказывал о передвижении по горной части, и во время стычки с Губашем Гухоевским у имама Шамиля был переводчик, поэтому что он знал чеченский язык. Слова, может, какие-то знал, но сам чеченский язык не знал. Преемником имамата является Чечня. Это мое личное мнение. Как ты считаешь, Баслан? Преемником имамата. Ну, я скажу так. Давай, чтобы тебе было понятно. С Чечней
имамат просуществовал 20 лет. Без Чечни имамат продержался 4 месяца. Я надеюсь, я тебе ответил. Не знаю, может, после Башлам шейх Мансур знал адыгский язык. Шейх Мансур, по-видимому, знал адыгский, знал арабский языки. Это, тут, конечно же. София, возможно, по крайней мере, Аль-Карахи не говорит, что он знает. Они говорили, что в основном всегда с ним был переводчик. Нет, к сожалению, Дуччи это не я. Ты знаешь, Маршу, наверное, Дуччи был бы я, если бы Тигр Львовичем был бы ты. Дуччи проживает в Германии. Он в Германии проживает. Он близкий друг моего младшего брата. При шейх Мансуре кумыкский язык тут все знали. Кумыкский язык, нету кумыкского языка, есть тюркский язык. Сейчас, если вы говорите именно кумыкский язык, это неверно будет. Тюркский язык был международным языком, а кумыки относятся к тюркам. Имеется в виду к тюркскому племени, или как угодно вы называете. Поэтому правильно говорить, правильно будет вот так выражаться. Спалил контору, гад. Он мне вчера, кажется, написал, сказал, что якобы Шин Хагина Барцу, Машанты отца Барцу, Цадицам Дицерцу. Я так и не понял, что он голосовой прислал. Я не хаям туда все. Машанты Агина Барцу, Царамирцу. Я не знаю его в лицо, он проводил прямые эфиры, приглашал всех туда-сюда. Там в эфире они обсуждали, кто прав, кто не прав. То ли маслаат делать, цуюка, бьюха, цена там, и это все тоже было. Башлам, как будет правильно, фартанг или мартанг? Сложный вопрос. Но мы ее называли всегда мартангой. Мартанг правильно будет. Если я правильно понял, по тому же выступлению кумыкского князя, который рассказывал о Доут Мартане, то есть Ачхой Мартанов, нынешний Ачхой Мартан, он говорит, что буквально еще в 15 веке, что эта вода называлась Нахихи Язин Дуцуцутя, что старейшины рассказывали, что они раньше так назывался. Нахихи. А потом в дальнейшем он был Мартом, потом стал Фартом. Но многие, я читал у Гюльденштейна, кажется, читал еще у кого-то, они говорят, кто-то говорит Март, кто-то говорит Фарт, но речь идет только об одной и той же речке. Да мне, честно сказать, это по мне тига больше цахарыч, разница от башлам. Вера в Аллаха, она важная. Но как ты относишься к арабизации Кавказа, нам чуждая. Я честно вам скажу, я категорически противник того, чтобы мы стали арабами. Арабизации я противник. Тюркоизации, арабоизации, европеизации и всего остального. Кавказ – это наш общий дом. Адыги, Нохчи, Галга, Хири, Сюли, Омки. Каждый должен оставаться тем, кем он есть. Не надо нам становиться ни таджиками, ни узбеками, ни монголами, ни кем. Мы Нохчи, вы адыги, адыге, если мы должны непосредственно... Нас Всевышний Аллах, мы от арабов приняли самое нужное и самое важное. Это вера Всевышнего Аллаха. В остальном, воинственностью, красотой культуры, уважением старших, наши адаты в основе своей не противоречат исламу.
Если нас Всевышний Аллах создал, и вы поймите одно, стоит Всевышнему Аллаху захотеть, Он бы сделал всех нас арабами, если бы Всевышний Аллах захотел. Если Всевышний Аллах бы захотел, Он нас бы сделал всех или азиатами, или нигерами, или там, ну, афроамериканцами и так далее и тому подобное. Всевышний Аллах нас создал разными. И мы должны оставаться теми, кем мы есть. Не всякого сомнения. Ислам, да. Чистота ислама, да. Красота ислама, да. Верование в пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам, да. Но в национальном вопросе, в культурном вопросе нам нужно оставаться, если это не противоречит религии Всевышнего Аллаха, исламу. В остальном нет. Башлам, Маитла, от Маршу, он шоколад. Если, конечно, он правда еще не передал тебе, передать тебе. Друзья, Маршу мне ничего не передавал. Маршу я видел где-то месяц назад. Он с одним братом приходил ко мне в гости. В то время он мне ничего не передавал. И поэтому я думаю, что, как говорится, мы будем, если бы передал что-нибудь, Джузи, я бы и показал. Потому что когда мне прислали кофе, когда кофемашинку с Франции брат прислал один, или сестра старшая прислала с Норвегии натуральный кофе, я всем все показываю. Даже одна сестренка заказала мне шашлык, это было, кажется, месяц Рамадан, когда мне прислали его, я тоже его показал. Поэтому и мне нечего скрывать. Прислали, вот книгу брат прислал, сказал, вот книгу хочу подарить, чтобы я поделился с зрителями. Я тоже ее взял и сказал, все, что мне привозят, все, что мне отдают, дарят, я показываю, вплоть до флагов. Поэтому я прошу не обвинять меня в том, что единственное, что я не называю вот по некоторым соображениям, многие просят донатить дин долгум, потому что цацболчан яхид издагайте цундерек эзиг, как говорится, разница о сумме Аллах, но донатить яштег сумма алхара, и многие говорят анонимность соблюдать, не говорить свое имя, и поэтому я не называю. Остальное я всем показываю. Башлам, не причисляя галгай к нашему народу, они это не признают. Но я исторически говорю, я не говорю, что там наш народ, я не говорю. Наш народ это те, кто с нами остался, а тот, кто от нас откололся, может себя хоть Чингачгуком называть. За всех арабов не скажу, но многие арабы... Уважаемые братья, я не прошу оскорблять арабов, турков или другие национальности. Я говорю, Всевышний Аллах их создал арабами, нас создал нохчи и адыгами. Давайте каждый останемся теми, кем мы есть, но будем сохранять, соблюдать все правила, данные нашему народу, Всевышний Коран и нашу религию ислам. Я про религию вообще не говорю. В этом плане за только вот как бы. А остальное носить там, я не знаю, ну просто показать там, как выглядит, посмеяться там, просто вот как. Не только, но становиться, я честно скажу вам, ну ладно, я не буду углубляться, боюсь, что меня люди немножко неправильно поймут, не от арабов, а от Аллаха мы приняли через пророка Мухаммада. Ну, я имею, нет, ну, подождите, вот не от араба, а от Аллаха, ну зачем вы такие вещи говорите? Нету ничего плохого ни в арабах, нету ни в чем другом. Все люди созданы, появились от пророка Адама. Но каждый один был, Муса был допустим, по национальности Аль-Шниса, он принадлежал там к иудаизму, другие принадлежали к другу. Ибрахим относился к авраамическим, считается, что к нам он относился, считается, и это гипотеза, это не я говорю, сразу говорю. Но Нуах, Пайгамбар, Адам, они вообще ни к какой национальности не относились. Но в основном уже после, которые были перечисляемые пророки, они
какой-либо национальности относили, и они пророки. И если Всевышний Аллах считает, что арабский пророк Мухаммад саллаллаху алейхи вассалям был арабом, то мы должны гордиться этим. Поэтому прошу вот такие вещи. Но это неправильно. От Аллаха-то все, это я знаю. Поэтому не утрируйте, пожалуйста. Норнийцы будут, не знаю, эфир, кто отправляет запрос, принимаю. Башлам, бях мобила, одной рукой писал ошибку, не делал за рулем муж. Ага, может, Дучи отдал, не знаю. Маршу и Дучи знакомы или нет, не знаю, Джузи, но он мне вот написал в директе, больше не знаю. Я не буду, конечно, спрашивать, но я тебе говорю, если бы... Как он может Дучи отдать? Дучи в Германии находится. Маршу находится в Чечне. Башлам, честно, все декларируют уголошное немножко. Башлам, честно, все декларируют уголошное немножко быть вопросом. Не понял я вопроса, Макар. Ладно, я его Дучи отдал. Дучи в Германии. Дучи это который, я его не помню. Это тот, который вечно Джузи подкалывала, и Маршу Тигр-Лович, который подкалывал и говорили, что он я. Но я в эфире, поэтому... Башлам, почему города ингуши ни разу не боролись за Кавказ, за свободу? Почему? Боролись. Башлам, позови в эфир на Нернинца, это так скучно. Я никого звать не буду, пускай, если хотят, пускай придут. Башлам, Иштам, Сунаха. Дучи повесили. Нет, Дучи вообще-то обозначает вождь, чтобы вы знали. Башлам, никто никого не оскорбляет, я тебе про нацию говорю. Ага, мы должны остаться. И Мухаммад задонатил, брат Мухаммад задонатил. Мухаммад да саил хаданат да луквахуэл. Будиснага Аллах да эзершка соуда қил. Дикий Бузандер, Европе. Не, так-то есть среди, чтобы вы знали, так-то среди арабов есть и христиане. Копты, кажется, они египтяне, но арабы считаются. Среди них есть и не мусульмане. Цундер, и они не возвышаю их. Ютубер, вежришки, салам маршалдум. Урбан Коран искажен, хочешь сказать, то арабский язык искажен. Давайте сейчас в религиозную тему не заходить. Я не являюсь религиозным деятелем. Ва алейкум салам, я против причисления ингушей к нам. Благодарим брат Мухаммад. Вечно Маршал за всех остальных благодарит. Дэресхил, Башлам, военный предводитель Бятчи. Военный предводитель, полководец у Бятчи. Башлам, военных предводитель Бятчи, знаешь. Знаю. Бейбулат Таймиев, Шейх Мансур. Многих можно назвать Бятчи. Начинали-то они с малого, сразу им армии не давали, не делали их генералами. Ассаламу алейкум, ваш Башлам, Франция, выжрешь, салам маршалду. Франция, не хлоешь, особенно салам маршалду. А разве евреи тоже не относятся к арабам? Нет, это к семитским племенам относятся, но они себя считают отдельно, арабы себя считают отдельно. Ассаламу алейкум, ва алейкум салам. Так, ну, если арабы идут по учению Айса, мир ему, они во многом как мусульмане. Муду, Ардахар, нормально, потихоньку. Копты не арабы, отдельно камну. Ну, ладно, я знаю, кто такие копты египетские. Ну, я про что хочу сказать. Я, наверное, знаю, есть арабы, которые не мусульмане. Вот так вот. Хорошо. Вот, Розык Буфуртанов, Бячи, потом... Нет, он себя как-то назвал генералом стратегического назначения. Вот так он себя есть назвал. А есть арабы-христиане. Я об этом только говорил, ни больше, ни меньше.
То есть у арабов, Саид, ты хочешь сказать, что у арабов тоже есть диалекты? Оф, нехорошо ты говоришь. Диалекты и наречия у арабов есть. О, вот эта мелодия обозначает, что брат Рамзан с комментарием Дейл Шедуа вот такой донат прислал. Дал Саадол Совош, дал Духуа Хуал Рамзан. Аллах дала Бодиснага Эзершка Сауда Кил. Хадейна Нана Массант Ир Хусумнана Хусант Ира Саадол Визендер Аятин Алданат. Есть, конечно. Странно, блин. А нам рассказывали, что нету диалектов и наречий у нормальных народностей. Как это нехорошо. И ты так настроение испортил ты. У любого древнего народа и древнего языка должны быть диалекты, иначе не может быть. Иначе он сам является чьим-то диалектом. Амин. А Джузи, походу Джузи, Маршу договорились между собой. Благодарим. Ладно, шешен. У вас своя волна, своя тема. Был у меня тоже друг здесь, такой очень хороший, который всегда меня поддерживал. Но она потерялась, походу, приобрела там. Или бабки появились, или уехала. Кстати, она в Бельгии, в Москве вечно. То там, то здесь была. Но в начале наших эфиров наш Эрис, она была очень даже полезным воином в моей работе. Есть же в Башлам даже слова некоторые сильно отличаются. Например, сирийский араб чем-то не поймет марокканского араба или саудовского. Не понимают арабы друг друга. Копейка потерялась в Башлам. Не понял, копейка потерялась в Башлам. В смысле, копейка машина или копейка финансовая, ты имеешь в виду? Марокканцы, африканцы. Марокканцы разве не африканцы? Ну, марокканцы, магрибцы, даже египтяне, их многие эфиопы, хоть они и находятся в части Африки, но называют себя многие арабами. Виктория, Ери, Зяцер, Анна, Тери, Амина. Видишь, Машу, Йозер, Конечно, Йозер, ты, кто бы ни заходил ко мне, не дай бог, она была там, поддерживала меня, воевала со мной. Сразу Машу, Кочеву, иди там, такфирит, то я фу, что ли, сразу. Это Масер Кочеваш. Я не знаю, как Амина здесь осталась и Джузи. Единственный, походу, кто тебя переубедил, это только вот эти две девушки, две сестры. Остальные... Ачхоевский брат Ибрагим задонатил. Ибрашка дал Саадол, дал Духуахуэл донат. Она сейчас у Маршу в директе. Не знаю, кто там у Маршу в директе, ладно. Я хотел сегодня что-то рассказать. Этруски ты сказала, да? Вроде бы кто-то меня спрашивал про этрусков. Этруски, были ли у нас этруски? Нет, скифы, сарматы, алланы были. Но этрусков не было. Ну, вы знаете, да, что археологические культуры, какие к нашей территории относятся? Кура-Аракская, Майкопская, Каякена-Харачоевская, Кабанская и Майкопская культура относятся именно к чеченцам. Территория Нохчичо непосредственно, они немножко относятся, не немножко, а территориально они захватывают, вот 5 культур относятся к территории Нохчичо. Это какое же богатство. Поэтому у нас должны были быть самые крутые музеи, конечно, к сожалению. Башлама правда, что викинги были в горах Чечни. Это есть такое предположение, но
это всего лишь предположение. Я не нашел доказательства этим словам. Я искал в Норвегии, говорили, что в Норвегии, в Дании где-то есть в музее подтверждение, но не этого представителя Красного Креста, который якобы обнаружил в 96-98 году, или 98 году обнаружил в горах там Шатойского и Тумкалинского района, обнаружил топор, щит и что-то тому подобное викингов, я не нашел. Значит, если нету подтверждающих материалов, это просто гипотеза, миф, ни больше, ни меньше. Я не видел никаких конкретных доказательств по этому поводу. А если нету доказательств, просто быть вторым Бузуртановым я не хочу. Если мы признаем науку, лингвистику, то без диалектов народа быть не может. Это абсолютно верно. Это верно, это правильно. Но это по лингвистике, я думаю, уже переживать не стоит. Вообще не стоит переживать. Как многие задаются, как сформировался современный литературный язык, что якобы там кумыки и так далее. Тому... Нет, кумыки не повлияли. Современный литературный язык, ногчи, чеченский язык, плоскостной, там, говор каждый по-любому, он сформировался из представителей всех народов. То есть он сформировался на плоскости в столице, там, в Грозном, в Урус-Мартане, можно сказать, и вот в Гудермесском районе, вот эти плоскостная территория, предгорная территория, он сформировался именно там. То есть и все тайпы принимали в этом участие, включая и тумкалинских, шатойских, чеберлоевских, шароевских, все принимали участие. И он стал вот таким литературным языком для всего нашего народа. Поэтому нужно понимать это. Вот. Топов, викинг, вейкэнг. Топов, так, ассаламу алейкум, алейкум салам. На острове Корсике есть название, похожее на наши слова. Есть центр, он кверти, звучит. Алро 3 девятки. Но если мы будем говорить вот таким способом, я тебе могу объяснить так. Дело не в том, что этрусские являются нашими потомками. Нет, я думаю, что здесь все-таки немножко не так. Я больше уверен, что именно язык, и наш язык является одним из древнейших языков. Вот, и относится, по крайней мере, ближе к арамейскому языку. Поэтому, это вот мое мнение, если честно сказать. Поэтому я считаю, что в многих словах, среди немецких, некоторых даже китайских, французских, есть некоторые слова норвежских, которые совпадают непосредственно с нашим языком. Слова, не язык, слова. Поэтому ничего тут такого нету. И говорить, если чуть-чуть слова совпали, что этот народ наш, нет. Я думаю, что это может показать любой ДНК-тест. Если по ДНК-тесту у нас есть какие-то схожие гаплогруппы, имеется в виду непосредственно показывает родство, а оно показывает обычно, когда сдают большой биг-тест, то тогда будет понятно и говорить, исходить из чего. А так, по совпадению слова, это очень не стоит делать. Башлам Зурабов на совете тайпов говорил, что ингуши были до кабанской, не кубанской, а кабанской культуры на этих землях. 7000 лет назад пришли сюда, и это ингуши делали набеги на Персию, грабили. Что думаешь по этому поводу? Я скажу, что Зурабов взрослый человек, и пора ему на пенсию. Ну, что я скажу. Дальше я комментировать не буду. Там, это такая чушь, 7000 лет. Тут 1500 год, 10 век ты доходишь, уже их нету. Имеется в виду по как народность, там, по количеству, чисто статистика может это показать. Одно не совпадает с другим, конечно же. Но я не хочу ничего плохого говорить. Если он не задевает нас, пускай рассказывает. У себя про свою историю они могут говорить все, что угодно. Так? Главное, чтобы нас не трогали. Мы такие заявления делать не будем, дабы не смешить весь исторический мир
задонатили, и огромное спасибо. Да, Сайл, я это донат дал, да, должен. И благодарю за то, что не забывайте донатить и поддерживать наш канал. Башлам, как думаешь, возможно ли, что чеченский и адыгский язык когда-то были одним языком? Брат Ал-Им, я тебя очень прошу термин чеченский не применять к нам. Имеется в виду, для нас это вот то же самое, если я буду говорить не адыги, а черкесы. Это название, которое нам дали завоеватели, пришлые народы. Вот. Мы считаем, что это неправильно, с точки зрения, по крайней мере, исторического какого-то процесса. Мы нохчи. Если ты пишешь адыгский язык, нохчи и адыгский язык, нохчийский язык, сегодня официально Чеченская академия наук, наукой признана, что не чеченский правильно говорит, а нахчийский язык, нахчимуат, и вот именно название нахчийский. Если ты пишешь черкесский язык и чеченский, я могу понять, и черкесский, и чеченский это нам дали название. А так мы называемся, и адыгея вы называетесь, мы нахчи называемся, поэтому будет более-менее правильным. Анонимно. Джузи, Д, Б или М, выбирай той мацду. Я так понял, это вы выбираете рестораны, той мацду, или день рождения отмечаете, или кто-то за кого-то выходит замуж. Но это аноним, короче. Я передал сообщение, поскольку это был донат и нужно зачитывать стрим. Башлам, как думаешь так? А насчет совпадения языков, говорили мы на одном языке, сложно сказать. Я думаю, что все-таки какие-то вопросы и какие-то слова совпадают, особенно более древние, когда мы были, как говорится, Урата, Хурита, в горах давно нашли осколки от лодок, северян, много чего еще. Ну, это я рассказывал, это есть, это басня, ну, как басня. Я не нашел подтверждения этому ничего. Ни одного документа, ни одного тех, кого они перечисляли, этих ученых. Я искал на Норвегии и не нашел. Ты не викинг, ты рыжий ногчи, поэтому какой ты викинга? Ты викинга видел? Викинги это язычники, ярые язычники причем. Поэтому с учетом того, что ты у нас весь правильный такой мусульманин, я думаю, как-то уходить в джахилию это неправильно. Ты послушай последнее выступление, он умело оскорбляет нас, много ерунды говорит, собрал братьев выискивать в Китай. Ну, пускай ищет, Бог в помощь, теперь они могут и в Китае, и в Индии искать. Я неплохо, если он оскорбляет что-то касаемо нас, мы это разберем, посмотрим, и, по крайней мере, на уровне благосферы я отвечу. А что касается, что там у них есть китайцы, индейцы или индусы, ну, это их дело, садвалай, бал. Так это предложение или приглашение? Башлам цагоуз ешех из-за... Как прислали, так и зачитал я тебе ее. Что я мог сделать? Вам не угодишь. Анонимно. Джузи, запятая, Д, запятая, Б или М, выбирай, точка, той мацду, вопросительный, кавычки закрываются. Все, я прочитал как нужно. Пишите свои сообщения как-то, я не знаю, как-то, чтобы было понятно тогда, если я неправильно прочитал. Башлама, как мы вообще стали разговаривать? Как мы вообще стали... Ну, это вопрос уже, это немножко вопрос из разряда религии в основном. Неправильно написал, верхний вопрос неправильно написал, как мы получили название чеченцы, и кто нас так назвал. Чеченцами нас назвали первые черкесы, чачаны, шашаны, это от них. Поскольку экспансия на Кавказ была через запад, через западные земли, запад, не с севера, а именно с запада.
После Черкесии дальше. Некоторые называли, я вам говорил, исторически эту область Прикаспий между Каспийским и Черным морем называли Тмутараканью. Вот. И Тартарии называли тоже. Ну, хотя Тартария территория огромная там была по размерам. Ну, вот суть в этом. И именно черкесы и черкесы называли. А первое взаимодействие у русских было, имеется в виду, здесь, которые нас знали, с нами граничили, были кто? Черкесы. И как они нас назвали, чачаны и шашаны, оттуда пошло название и чеченцы в транскрипции русского языка. Вот оттуда и пошло. А так никаких чеченцев, это неправильно. Наше исконное название Нохчи Андуй, Нахчидуй. Вот. Народ, Ноев народ, который, основывая Нахичевани, разошелся с местности, где сел корабль пророка Ноха, алейхиссалам. Мы не говорим, что другие нации не от него, но название, имя, которое сохранили, от него мы идем. Это был просто донат или опять сообщение Масидация Еша? Нет. Это был просто донат, и Аллах да саил, что донат да душу. Просто есть донат, который отправляют с сообщением, а есть просто донат. Поэтому так. Война, викинг, хларсилах, еч душую. Нет, я социал еч вас соединение. Какие-то слова должны совпадать с любым языком. В нашем языке много тюркизма, бутылка, чеченок, платок и так далее. Ну да, бутылка, чеснок, платок, правильно. Бадруди, отводи, ребят, хватит про викинг. Башлам, если построить большой дом, и там проживает несколько поколений абсолютно мирно, не отходя от дома далеко, они могут заявлять, что у них дом у них дом великая история. Нет, они не могут. Они просто пришлые квартиранты, которые поживут, и только когда они начинают заявлять о своей великой истории, надо дать хороший пендаль под зад, извините за выражение, и отправить их туда, откуда они появились. Все, 5 тонн, Аббас, а можно короче, понятно. Платок, как на тюркском платок. Хант элетардартиш. Мачуркш ютхун. У меня окна закрыты. Вентилятор включен, поэтому штушун. Ху дючду. Лавандовое масло отгоняет чуркш, Башлам говорил. Вроде бы да, если я говорил, значит я где-то прочитал. Хан лушту, милхяс лушту. Ширвани, какой еще элатор тут с джузи бьются, следится. Амин, короче, рикхо платок. Так, не вижу вопросов в себе. И Мичер Худу, я еще раз говорю, кто прислал вопросы, которые мне, я отвечаю. Это первое. Второе. Еще раз повторюсь. Что я хотел ответить? Забыл, что я хотел. Что-то я рассказывал, вы меня перебили, я забыл. Амаро пришел и Пайпел пришел. Башлам, как думаешь, карачаевцы, балкарцы это кавказцы или, как ты сказал, временные квартиранты? Я уверен, что карачаевцы, балкарцы это наш народ, кавказский древний народ, который был отюркоязычен и немножко введен в заблуждение почему-то. Мне так, по крайней мере, так говорят ученые. Язык они потеряли, какой он был, наш был, или к нахскому они относились, или к адыгскому они относились, я не знаю, Аллаху алам. Но так отдельно нет.
Если даже отдельно они говорят, что они тюрки, если тюрками они себя называют, то тюрки это однозначно пришлый народ. Вне всякого сомнения, кто бы ни был, тюрки это пришлые народы. 1000 лет тому назад пришли они, или 500, или 800 лет тому назад они пришли. Что касается квартирантов, которые подсели, ну, понимаете, если мы говорим о неком понимании, культурном понимании государственности и всего остального, то в этом плане эти люди, конечно же, граждане наших государств или республик, как называйте, как хотите это. Вот. И кто-то просто задонатил, Аллах да асавил, донат да духуахуэл. То есть без сообщения просто задонатили, да Аллах Бог здесь так эзершка соудахкил. Чем хороши квартиранты? Квартиранты, которые добросовестные, которые имеют честь, совесть, благородство, знают в свое время, что нужно уходить. Или если они даже остались, они никогда не отказываются от своей самоидентичности, своей истории. То есть он будет говорить: да, я участвовал в войне, да, я такой-то, такой-то, я люблю Нохчи народ, мы живем сейчас здесь, но мои корни там находятся в Абхазии, или я примерно говорю, чтобы не обиду, или там где-то в Карабахе, или там, я не знаю, в Новой Зеландии. Достойные люди так ведут себя. Недостойные люди, конечно же, занимаются немножко другими вещами. Они доносительством занимаются, пытаются выжить коренное население, наговаривать на них пытаются. И просто задонатил еще один брат. Аллах дала савил донат. Даешь, даешь. Здесь нету ничего, просто пришло сообщение. Если бы оно было с этим, я бы его зачитал. На Рамзан Трасбашлам. Ня док хайбанд ира хех чуах хоклуш хылы халзамын. Чуах хинса ня дечигю нохчимуа кимял ширхил безда. Имеешь в виду цена яши куршна не добш не арцани да овшкула хал. Но ширмуат бу, варгимуат бу, хазмуат бу, шеку яцудя. Аллах даршеп, инхиетам своин белла буй. Лилу ларба, амба, дайсбажу, халдуй. Хундач, имуат бюси цакиеч беш бу. Дука молчана, муатта масала аса مشجي موات بيوش خلشة مشجي موات بيسون سخا يك وارجي شيكو ياتسوت إيحا تعاتس دول وارجي ديش نشا سونا تسخا ترلو تسخا مثلا بانكزي عش بولشير يا أردو مكة عش بولشير خوش دوشلو تعاتس دول ديش نش تسخا ترلوسون أما وهي إن نقش موات بيوش حيغم بيش خيلر جديتر ويدوش تعدو لوي ويا دشتق دقة حلقين كيجي جواردو إديت ديز هو دنيانا تخايت ديز وين علم دوي وين خائي وين خلش تولن بيش بوي ويبال بيش دوي هوق ناخن عداتsa جويتي عداتsa جيتين شولتي حقارة شين لو أقدوت وي خطع أقرايو يا أدمش دوي شي أدمش دو شي ليتش وشي تعاهم تا خوش شاش ياتقي هم خوش ويتشو لسونو أعتمد إتعيوي إنجلز مخكع ولا نيمتو ولا مشجي ولا ميلا ولا حيق أميل دايش أهدوها حيق أميل دلو حيقش واحد تعلو تان خوش دقيق حين سونا خوش دوي ماي نيحا سرازو مسألة أقعد شي موات تبي زردات شوني شي موات سخا اردات شوني تصحيح بار مسألة إسان دول هما دحوش خلشة هاي بواغ دحوش خلشة جو بيش بول جماعة قول تلو تغن ويا جيجر بواغ بيش حقول دو كيجر خوي حقول دغاش يجري ويجري حقول بغاش عوسيش يوتيوب شو تاع بأخل ميجوي هوك شو تاع بأخل وي أحقي خلته خو شبع سق بيوات
Масан хайт из малх бали ха, малх бузи ха, مجدي مخكا حلق شكيجي جوار دويت سالنا قيتر بولش كيبر اشتبيرزور بولش كيبر وقاميال цадаха иш бой арбу кудон потеряем. Поэтому мне приходится говорить и работать и на родном языке я говорю, и на русском языке я говорю. Если бы надобность была, я бы спокойно овладел и английским языком. Благо Всевышний Аллах нашему народу дал этот дар. Мы, если изучаем, работаем над чем-то, заставляем голову работать, то мы, вне всякого сомнения, можем показать лучшие результаты. Поэтому не забывайте. И еще один брат задонатил. Да, это тот же самый, просто если я не открываю сообщение, мелодия играет снова и снова. Так что бях мобил, да, саил, я это не донат, да, духуахуаль. Дийца пошла. Из-за процент. И что на маршу сляшток, амял джузи сляшток, амял цатлок. Один в один. Если бы джузи еще и цахаариас, маршу аккаунт, и эрдери, маршу лому еще тигер лович, масит аккаунт, что ж му. Ночи викинг. Цанхайна, у меня в одно время была привычка, я вот так всегда делал, мажхейзи вырос. Она у меня еще чуть длинная была. Я нервничал и всегда крутил вот так бороду, чтобы она у меня не расходилась вот так пышно. И у меня начали они скручиваться, вот эта борода начала скручиваться, и появилось завихрение, такие они волнистые стали, как дреды они у меня появились. И все мне начали говорить: о, викинг, шисан викинг будет. Нет, никаких викингов, ничего нету. Викинги это времена джахилии, люди, которые убивали, не имели ни религии, ничего. Да, своей дерзостью, мужеством они были воинами. Ну, если гордиться каждыми такими, каждое племя можно найти где-то, не знаю, в Африке, допустим, самое воинственное племя считает зулус, там, кажется, да, ну, мы же не хотим быть африканскими зулусами. Нет, не хотим, нам давай вот что-то похожее на нас, в медвежьей шкуре, волчьей шкуре или там шлем с рогами, поэтому нужно осторожнее относиться к этим вещам. Башлам, во времена, когда Шамиль был ранен, во время Шамиль ранен Губашем, это 1840-е годы, самое начало. А он жил в Чечне 19 лет. Конечно, не знал чеченский язык, и об этом написано много и везде от разных авторов. Я и говорю, я не слышал, честно сказать. Везде, где говорится в выступлении, и говорит, и писал его личный писарь Аль-Карахи. И нигде я не видел по документам Аль-Карахи, или после этого то, что там записывал, и Руновский записывал, и Чечерин, или как его там, Чичиков, кто-то тоже автобиографистом был, имама Шамиля после того, как он сдался в плен. Вот. Все это время были рядом, и чтобы, если бы он знал языки, наверное, бы все-таки записали, знал чеченский, кумыкский, аварский, там, допустим, арабский, сказал, но я не встречал такого. Насколько я знаю, он чеченский язык не знал, и у него всегда был переводчик. И вот этого переводчика, который был у Губаша Гухоевского, я не утверждаю, что он не знал, слова какие-то знал, но язык весь он не знал. И первого, кого зарубил Губаш Гухоевский, который лежал на месте, где должен был спать гость, это был как раз таки его переводчик, который знал язык чеченский. Он думал, что там лежит Шамиль, когда он чуть ли не разрубил напополам, его зарезал первым. Вот, переводчика. И об этом есть, и что тут скрывать, знает, не знает, ну, не надо делать человека сверхчеловеком. Я слышал, представители, религиозные деятели рассказывали, что Шамиль пришел в Мекку, там его платок раскинули, по кускам разрывали. Ну вот зачем вот так принижать и возвышать человека? Такие вещи делать нельзя. Да, Шамиль историческая личность, да, для кого-то он особенно, может быть, сегодня, по крайней мере, тогда не так, но сегодня многие начинают говорить о нем, возвышать, но он является человеком
И сегодня утверждать о том, что он был каким-то сверхчеловеком, и наговаривать на это, врать не стоит. Но Умар бин Хаттаб, который был во времена пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалам, Абу Бакр, бин Валид, каждый раз забываю, но там Салах ад-Дин Аюби и так далее и тому подобное. Ну сколько их там было? Даже про них такие вещи не говорят. А здесь разрывали там на ниточки, на кусочки. Зачем вот такие вещи наговорить? Я считаю, что немножко это наша кавказская ментальность после того, как умер, когда все случилось. Если бы люди, которые сегодня так кричат и бьют себя и говорят о Шамиле, так горячо и сильно поддерживали бы имама Шамиля во время Кавказской войны, то война бы не закончилась, когда ушел Шамиль через 4 месяца. Она бы продолжалась еще 40 лет, если бы весь Дагестан поддерживал его, если бы так бурно, как сегодня любят в интернете вести войны, поддерживали в то время. Немножко другая картина была. Это мое понимание. Я никого не оскорбляю, но всегда же проще быть задним умом сильными и говорить там, что сегодня все такие поклонники и ярые имама Шамиля, а вчера была совсем другая ситуация. Башлам, часто видны комментарии про Уарстхуай. Если вы не из нас, то покиньте республику. Это смешно. Во-первых, Уарстхуай, Нохчичур, Уарстхуай никогда ничего не говорят про то, что Уарстхуай, Нохчичур, Ашбеш, Нохчибу, Хилабу и 1000 лет, сколько бы не существовал их тайп, они всегда были с нами. Поэтому они никогда не говорят. В основе своей те, кто говорит, это за пределами нашего региона. Им мы ничего говорить не можем. Они живут в другом регионе. Пускай называют, как себе хотят и делают, что хотят. Дади, 80% Ингушетии это Уарстхуай, Багдуис. 80% не сказал бы. Как раз таки Зурабов говорил про викингов. Они немного повоевали с ингушами, когда поняли, что ингуши воинственные викинги, заключили с ним договор. Это же, то с викингами воевали, то с спартанцами, амазонками. Я Аллах дэр. Я одного не пойму. Если мы со всеми воевали, мы вообще гипотетически говорю, со всеми воевали, всех наказывали, всех там монголов испугали, других. Но почему об этом нигде никто, ни один автор не пишет? Ни один автор, нету ни государственности, ничего нету. А это уже, конечно же, говорит о многом. Это чушь собачья. Время сегодня. В советское время за эту ересь бы тебя сразу в дурдом посадили, дали бы желтую бумажку. Была сильная школа, востоковедение сильное было. А сегодня каждый чувак себя возомнил, я не знаю, сверхисториком, собрал немножко денежку, напечатал одну книгу и стал великим историком. Вот так получается. Ну, это не историки, к сожалению, это люди просто несут. Таким историком может быть наш этот Маршо, он тоже может написать книгу. И завтра он станет историком. Нет, тоже так. Сюлаш халифу бог аз. Сюлашем хабарица Резван Хатуев. Ассалам алейкум, брат Башлам. Ва алейкум ассалам. Да, Башлам говорит, да. Викинги то такую чепуху несут, Интересно, как они, по какой речке они поднялись туда? В основном викинги были, все, пошла вода в хату. Воевали, как говорится, на своих ладьях, но походу в данной ситуации они пошли по какой речке? Кумбелеевке или по Тереку? Свободный гражданин. Совершенно верно, когда нужно, не поддержали, а теперь довольно, когда оценку дают. Но только не Осетия. Я говорю, что им говорят другие. Бекханов. Нохчик оман идеологии хую яца хухилшира хаттара тадахит брат Ибраим. Но наша идеология очень простая. Нохчик оман идеологии мухли ешухайшун. Самое главное правило.
Я думал, что я вот новатор этого, но об этом говорил еще известный диссидент, да, диссидентами его назвали, Автарханов Абдурахман. Абдурахман Вари Автарханов. Один из самых сильнейших наших историков, умнейший человек в свое время. Но, к сожалению, вот по Сталину у них не сошлись мнения. И все же, и он тоже утверждал, и я говорю, и поддерживаю полностью, я думал, что как бы, это моя идея. Самая главная идея нашего народа, которая должна быть на ближайшие 100 лет, Деба, Деша, Даха. Вот 3 этих золотых правила, которые лежат в основе нашего народа. Самые главные постулаты, вот они должны быть для нашего народа. Дейлах дуйма бушуну, валлахи, биллахи, талахи, вай мадар, вай бусул дин лилваш, вай темштадяш, вай дибш, дейш, держ хуливай. Аз дейлах дуйма бушуну, вай махк, хилма хиллар югбярзар бушуну, вай махка, вай камма, вай адат шадик диан лурма душуну. Просто дей мадай итиш, хиллак маеш, вай тахия. ما يا غيت تيجونش أوزبيك شتاجيكش ويجري ما يا غيت ماري وابشي باخس عربوشك ما يا غيت ماري إميالج أو دش وسيد حيق عبوش با نوخش ماري وغج نوخش قون خوش نوخش يجري باروش تا شي قو يالي تا وعديتا إتبخيت قبير ديتا حنيت بلاح ميچ كيالو ما باي حنيت تا ميچ دو تيتك شي جعلش مليل در تا شي بيردو يتدعدي أزدوي я вообще дочь, ща иду иш беш баса, китик без иш халдат. Дикнеш хик хербуца не пас, но я не встречал Бога дичь. Не встречал Бога, да она именно иш оманд хай доглас, переживать я шауэл даваллац улли хуятен. И пебуй, пен ишта голсуна, связка олсуна, и связка ёш сахука астагицани хум. Сундера шиениш брала беш, вот самая главная идеология. Эмшука, не поддаваться провокациям, не идти ни за кем, сидеть, войнок чучуа. Деша дюш, илм амуш, деба дебш, даха деш, ай. Ойгер мел лыч и наг мел яхнаг шамелег меттаху таришун, ундаш нокчи, оман, орам, чаглой. Гон ха даюч хилаш, тходати, хердери, вождери бош, беш югт ихак бор бушун. غرج تساق أمخل ويدع خوتر دوشون ويموح كتالور بوشون كوارت حلقة بين قميل دا يشخريشون نو ويدي قدر ليبي تشوكا إراكسان ويعايتونا خا تعاون خدات نو حيق أصداديزي دياشترهم معبيات تشتغنش بيدأ دات бош إقاميش دا تسيوش нужно быть умнее. По крайней мере, зачем борт хилгош киет изой. Ой даже борт цахлу. Хохчу ацашиду ваш алма ална хаддадо емахту ит эту ит дадуц. Дучо сацо шакалш бас мугдеш. Е доцек дуц я хидек дуц. Борт цахлар халхилэг ой дитадитна оставить всю эту грязную политику с запада, востока, севера не надо. Нохчи кому цахил дизой, цаорам хил бизой. وي تسبي موحك مباس وي داي بيحكو اوشي دي الشي تخاهم ايش تسخلي وي تسخل دوخ момент شو ايش وي تسخل رجوش تا политический нюанс чуть этим и хокон харио кон мерседес ю а значит со шестерки со цюнс гергелил ну хуец халил что ла далил ди гергел целил да ахудир дусу отсюда дом дат маслаба хаса поэтому идеология простая. Уважение, учеба, образование, размножение. И прекратить эти авантюрные дела, чтобы нас вмешивали, втягивали в различные эмиратства, различные государства, которые в конце концов разбегутся, а наши мухаджиры остаются у разбитого корыта или оказываются в земле. Я этого не хочу. Для меня каждая капля моего народа это священная капля. Война нож, мелхал халки вошту беш. Я знаю это. Дейш бей ин балах, баца, шенца юшаше бешен да уж. Коригул беш аркуш нанош бацвай.
دير قخيتم ثاني в рабство беш тадух шнаной бат свой, на органы беш тадух шнаной бат свой, дейл хахитам цани. Уна хила, борш хила, хада, хадеда, хадевош, хатайпан, ханен хуай, дехуай, ишт хила бош, халки бовой ночи зудришей тяхи. А дорога, здесь выпил, там сел бош, почан хугордуй. Ну да, есть среди них, которые более или менее деш вовочвеш. Если они еще хайкал должны были. А так, цажим молодца, хайкал ехал диз, почему-то воспринимается это не так, как бы хотелось. Здесь дело не в национализме. Так, я ответил. Так, кажется, подождите. Идеологии. Насчет идеологии я ответил. Мачо, не сеяду башлам. Как раз таки сегодня... которые бьют грудь потомками предателей, которых против Шамиля. Ты неправильно понял. А Машу разве не историк? Так, дальше. Идеология свободы, дальше уже пути, ведущие к ней. Путем по ходу по тереку. Вартангвал, Черное море. Слушаем ДД, Вавилонскую башню бузуртановцы построили. Так, Кива и Махкат, вам хлебиешь, бац, при любом раскладе. Подскажите старому, как отвечать на коммент тут. Берешь название ника и собачку ставишь спереди и отвечаешь ему. Вошла правда, что у нас был выход к Черному морю. К Черному морю не слышал. К Каспийскому могу сказать, к Черному не могу сказать. Лол хуаш зударш яхкю уштат башлам оушя дашер луэл эли. Не башлам. У них другая география. Они с викингами на Доне в Ростовской области. А старики говорили о Стоперла и гордились и удивлялись. Алгашк моя хита море, яхита мари ночью. Алгашк моя хита. Мячик наш воспитывает в своем стиле. Низ, бах, ниц, палах, бог, я, которые привели детях, можно все. Что там в контракте викингов и так далее. Дети, низ, бог, алям, амудиз. Хейуэй, так, поддерживая. Абаз неправильно это. Вот неформалы объявились гушляча. Эти шлевы тоже. Бэби. Сейчас я зачитаю. Кто-то задонатил. Мы должны всячески осуждать межнациональные браки с нашего народа. Сейчас я посмотрю, это просто или сообщение есть. Так. Просто задонатил брат Рамзан. Рамзан да саил хаданат да духуахол будиснек эзачка соуда каил кавизинер. Так, и чем чаще больше... Так, не понял. Вольф Борз, Чечня. И чем чаще и больше мы осуждаем, тем настойчивее нам пытаются их привить. Аббас, выбор перед тобой, Ингушка или Наташка. Мария Бешнох, Чебу, Яхет. А главное, перед кем? Сейчас Сагу, я лауреат, еще так их. Амбеш, Дувай, Раски, Муат, Бюч. Если ты про меня, так, так, осуждать, все. Я сейчас все не успею догнать, башлам. Сообщение тебе на другой телефон приходит, а звук другой бывает. Нет, сообщение у меня здесь рядом телефон, потому что у меня батарея не выдерживает уже. Я заменил батарейку, телефон у меня потихоньку умирает. Поэтому я два телефона пытаюсь использовать. Один китайка, и вот на него приходит сообщение. Там же сообщение, там же как бы привязанное. Балам, 2 минуты назад, то, что ты толкнул речь, большой респект. 2 минуты назад, что я сказал, меня зовут не Балам, Толик 9790 Олег, я Башлам. Речь не толкаю, я делюсь своим мнением. Толкают речь, это какой-то тюремный жаргон. Как-то это неправильно было бы все-таки. Но считаю, что я вам не говорю пафосных слов,
Вы мне за это никто не платит, чтобы я говорил или не говорил. Шаройский барсамяла. Шаройский от шаройцев, я ждана, то есть савашу шарой. Да, лукдах дуэль, да, ла сей дуэль шу, да, болдиснак эзершка соудах пельшу назеля. То ордать своими кровью отца и имя отца. Так, насчет бусул бухальчани, это уже не ко мне. Башка мязин. Со башка мать, со башла мо духуаль. Бяхк мобил, это просто опечатка ушла. Все нормально, я понял, что это вот бывает. Все нормально. Я говорю то, что считаю, и то, что... Ну, если вы изучаете нашу свою историю, географию, этнографию, я вам говорю, больше всего, что нам нужно, это дешер, дебар, дах. Не воевать пока. Ни в коем случае не втягивать себя. Нужно быть умнее. Самый лучший дашер, это самое главное. Это самое главное. Я никого не приглашаю на стрим. Если заходит и отправляет мне запрос, я принимаю запрос. Но никого не приглашаю, если у меня нету какой-то конкретной разборки. Поэтому, кто хочет отправить запрос и поговорить, показываю лицо, пожалуйста. Но я сам никому не отправляю. Это автословарь, Толик 9798. Это автословарь так работает. Я знаю. Я иногда набираю текст, когда закидываю тексты на свой канал. И потом мне подписчики, мои братья, сестры говорят: исправить башлам, ошибка, неправильно. И я вроде бы все написал правильно, но автословарь вот так заменяет. Стрим с его участием пересматриваю по 10 раз. Ну вот, Саид, если Саид будет знать, что ты такой фанат, он, наверное, будет почаще приходить. Еще раз я повторю, уважаемые мои братья, сестры, я не против. Любой человек может отправить запрос. Если что-то хочет спросить, поговорить, я отвечаю. Включая Саид Мухаммада, который в последнее время пропал. Его иногда видишь на стримах, там он то ли рыбачит, то ли на берегу моря сидит. А так в основном да. И сегодня написал Юни Успанов, что он уже на связи в одном из моих стримов. Видать, он вчерашний эфир смотрел и написал, что он там. Башлам, как думаешь, сможем ли мы, кавказцы, быть свободными? Нет, не сможем. Если только Всевышний Аллах не пожелает этого. А так, никаких предпосылок нету к этому. Вообще нету. И не верю я в это уже, честно сказать. Мой брат Адык. Я не верю в это. Это чушь собачья. Чушь собачья. Единственное, могут быть хорошие отношения с соседями, с братьями. Имеется в виду, хорошие отношения можно строить. Но даже построенные так... Это сообщение. От Дучи Парадис, ресторан Чуах, всех зову. От Дучи, как это может быть? Ну ладно, короче, я зачитал. Парадис, ресторан, всех зову. Одно время я с этого Парадиса не выходил. Ну да ладно. Юни, если бы был в эфире, я бы его позвал. Но я его сейчас не вижу. Что-то я говорил, и меня перебили. Что-то я рассказывал. О чем я говорил? Макар только хотел спросить про Юни. Да, про свободу. Речь не о рабстве. Прошу не путать. И крылатых выражений, афоризмов я очень много знаю. Но, к сожалению, все по жизни другое. Я не про это, я про то, что мы были государством кавказским. Я об этом и говорю еще раз. Во время создания Горской республики ничего не получилось. Барцахала. Проблема в чем? Грузия претендует на главенствующее место при создании кавказского, я не знаю,
союза Алитай, пускай будет Кавказский союз республик, или как бы оно ни называлось. Грузия претендует у себя, Азербайджан претендует у себя, само собой Дагестан претендует у себя. Вот это ассоя, дая, вот это все и губит. Само собой черкесы, адыги будут говорить, если все вернутся, они тоже будут говорить, у нас богатейший опыт, у вас со всего мира специалисты и так далее и тому подобное, которые являются адыгами, они будут говорить у себя. Само собой нохчи, которые по крови своей всегда пытаются воевать с теми, которые говорят я да я, что вот круче нас никого нету, мы должны обязательно это опровергнуть и лезем везде, куда надо и не надо, чтобы наказать несправедливость. Поэтому, к сожалению, никаких предпосылок к этому я не вижу. Предпосылок я не вижу. Почему я не вижу? Я могу это обосновать с точки зрения сегодня все пытаются, то, что было 200 лет тому назад, фактически сохранилось и сегодня. То есть упрекают сегодня нохчий народ в том, что почему вы живете в мире и согласии с Россией. Сами не делая вот столечко ничего, они провоцируют. Чеченцы говорят, вот вы раньше были воинами, за свободу воевали, а сейчас вы вот такие вот. Возникает вопрос. Братья эти люди, или эти люди, которые готовы всю жизнь жить на крови твоей. Ну что ты сам-то сделал? Давай нохчи останутся тем, кем они были. Мы останемся на своей земле. Жить, учиться, развиваться. Посмотрите вы, что можете. Я не призываю к этому. Тем людям, которые с вечным призывом выступают. Вот я им хочу это сказать. Почему мы должны умирать за чужие интересы, за чужие слова. Мы не рекламный щит, чтобы нами вечно везде бряцкали. Мы тоже люди, стремящиеся к справедливости, к свободе и всему остальному. И по крайней мере правильно, неправильно пытались что-то изменить. Поверили пьянице Ельцину. Повелись на его авантюре. Повелись на авантюре этих так называемых жидомасонов, или как угодно вы называете их, рептилоидами, или как угодно назовите их, которые просто-напросто попытались разворовать все, что есть в России за счет войны у нас. Внимание акцентируя на нас. Хватит уже. Не надо нам, мы будем возрождать. Нам нужно возрождать свою родину. Мы должны сделать самым красивым наш край. И если Россия скажет, вот мы даем на честном договоре, вот все, без войны, без ничего, мирно, каждая, пускай республика будет сами по себе, вот в этом случае надо делать. Так, аноним УККААНА ПУКККАНАХ. Какое-то вот такое сообщение прислали. От дучи. Свадьба с Джузи будет в Парадисе. Короче, вот такой донат. Короче, свадьбы уже здесь и так далее и тому подобное. قطعة دو свой мата قيتит что дахаш. Я уже за эти 3 года столько сумчодух провокаторшкина хиллилушнахкина ой шнятуате кан давигит хамин штешбешкина хиллалилуштешкина очур дa'вaqina шейнлу дүйчөк очуха аз хамин штешлушбешкина سويت ماليل دايش إهل سوى قوما ونين خلت لوشوات هرقام ديبا ديبش داخا داخش ديشا ديش إديشو سوساي قوما والله بالله تالله تحقوهم تحنقش شو المتسلاسو إارع عش ولا إتشوع عش ولا إسولي مكا تاليش دينا تسوق بوشش بلا بانكزع بلا أردونة بلا ميتشنا بلا
Ну, малил дейши хумш, мадитиш, махаллак байтиш, цахбол нохчи боч, арах болчер даун дачун, арах меш, юцабор боч бухич, тхадаун дачун. Ассаламу алейкум, хаб харчхуа расскажи, что Рамзанс. Про Харчхуа отдельно тейпово я пока не рассказываю, да, но про Харчхуа я напишу, Рамзан, я статью напишу, я про ухо и так много пишу. Поэтому шаш айя мадайтиш, шаш хавлык мадайтиш, нохчик омант ира, лишь донат я тен хлом айлс. Айга мадайт, тила мадайт, халлык мадайт. Вачок язык душон. Хо уно лазару خوردينا ها چودق ناخلي أشربوشون ما سمعت دنيانا ويدوتشا ما هلك دايش وي ما دايش مش جيشت خز خيتر ما دايش وي تسديشان خز خيتر ما دايش هور ويدواش دعيازياش خودين بيتان دير دارتيش هر باخر وج نتسالني استوي هر فش استوي هر خانجل دانوي بوش يومش ما يستيش استديشيش ديش الله ديلك تيشتات شو لامز دي ديلك ديو خردوك واي نيسون تي بقون تي ماشون تي بوش الله ديلع بوش بول نيتس بوش صحاب تنقع بول نيتس بوش صدا واتسو دنيا نو ديش دوش حيق لخليش ما دايتيش هلك والله بالله تالله اس يغت احقا ما باق شو ديبا ديبش شو ديشا ديش شو بقونت يا ماشونت يا دادغن قويش شو حسدات سقنير ما السخينات اي عندي غاش ما السخينات طوان يقي قيق غاش ات هو حق هو ات شرق قيق دي وقنا ما قيق دي شرق قدك دعنيس ده ويتصح وي موقتا وي غوشي برت خلي وي تحاني يرتروق يرتو انا بركة خلوش خينا تبقى خلوش خينا دوينش دولي غوشي بطوش غوش ليت مليت وي وين خاء ما خاء تحاني يرتقو ووق يرتقو چون سأل غاش مو تحان تايبانيك ووق تايبان چون سأل غاش مو اي يوخير دعداقي وي خطابة اي دعداق اخي دعداق دويت دروي شرقي قدق مو قيق دعا مو خواه دعا قيش ماك دعوان حي نوخشي قوم ويجري خلق مو بايتا حقينا فوند ما يوي بوارشناخ كيجيناخ دعما بölnäha Süylüş küşmari var buşun, jüktüş küşmari var buşun, but ibaş bolçer küşmari var buşun, ak nohçik am khirdat, tak muastaq çun diyezek diyaş duyşu. Do. Вайлиет сума. Сошик ца политические партии голосовать где больше, ватсаун где больше. Но раз глубина خارجوا الخيتهم ديكومنت عادية دي نق بيه باوية хай тейпом باوية хай кешниш андия дикник сахондия да очень трудно я согласен очень трудно бесплатно работать бесплатно это трудно а тот кто этим занимается нах била бьешь ма но с меня же смеются улил да вахайн там 60, 100, 200, 300 стеггуло, я кабила бьюш, аж му. Хундбу, да, я со хизваш Мерседес дога, датса. Курда кицинош, датса. Ресторан шол вулве лиш, ватсо. Да, иш цахельше, на ханата, на. Цахиетка, есть такой, да, общий характер такой подрастающего истеблишмента. Нету такого понимания. Многие слушаются как-то, просто зайдут. Да, сейчас теряют терки какие-то. Демагогия, болтология, все остальное. Но если это демагогия, болтология, начинается-то именно каким образом? Любая идея начинается как?
Собираются два человека, к ним прибавляется два, их становится 4, 5, 10, 20. И тогда она становится общей идеей, идеологией. Вот и все. Мы своих отталкиваем, чужих поднимаем. Мы матата. Мух вала хайнохчи вала. И харц вала мух вала нис вахаж. Ой, цап маду. Единство покажи, братство покажи. Цауз ар, шоз ар, цакиеты квазлах, кагвай, уавил. Ну кагва, уэйволш сан кагви, мостах сан кагцевер. И Бог дарсе. А так, конечно, понимание у каждого человека по-своему. Эти великие заговоры никто не может решить. Но по истории Дегдюцердуашик, по истории, географии, Вайк оман юк ира ценалючул кой. Ценниш вайниш безер вайн, вай варст хой без вайн, мелхи без вай, беной без вай, цуантро без, алруа без и так далее. Вайниш без кой. Вайк оман нах без кой. Тирвай без кидабеш. Из-за вайн деш далаха ас югат аккабах. Вай дибар тербия хидат. О эзер миллион, 6 миллион, 1 миллион, нохчи. Имел ниц буцахашу, имел энергию цахашу. Аде докой просто-напросто. Аде. Но аудал хилцабиз. Аудал хилцабиз. А миллион поедбаться на нагасан, если он не будет знать, где есть суть, где есть провокации, где кто обманывает. Об этом нужно знать. Так. Идеология у нас в крови, надо потихоньку искать пути к нему, но умно. Башла, мы, кавказцы, получим все то, что нам принадлежит, когда станем в единый кулак на пути Бога, независимо от веры, исповедания. Если будет пытаться, значит зря все. Но я об этом как раз-то и говорил. Единство, пока нету единства кавказцев, хотя многие пытаются к нему прийти, но как таковое, может, я не знаю, влияют ли на это какие-то левые силы. Если и влияет, тогда мы настолько должны быть недалеки умом, зная, что нас провоцируют, если мы все равно идем на провокацию. Но нет, здесь просто все элементарно. Жадность, алчность, зависть. Эти вещи губят многих кавказцев. Времена шейха Мансура, к сожалению, закончились. Но даже в то время делались это. Я не знаю, таков мир. Надо это понимать. Конечно же, надо это понимать, надо это осознавать. Пока сейчас я не вижу никаких предпосылок к тому. Вот. Поэтому я добьемся свободы 08. Вожри, насчет свободы я этот вопрос отвечал. Насчет свободы, независимости и так далее и тому подобное. Скажу вам честно, мы не готовы к ней. Вот что бы вы ни говорили, мы не готовы к ней. Мы не готовы к свободе, к независимости. Мы не готовы. Было государство Спарта. То есть их было много мегаполисов разных. Я на свою тему историческую перейду. Были Афины. Там разные мегаполисы. И каждый мегаполис, они считались отдельными государствами. Ну, как штаты независимые. Так вот, спартанцы были одними из самых лучших воинов. Афиняне были одна из аристократий, богатые и умные люди. Ну и вот так, другие я уже называть не буду, я просто 1-2 приведу. Что произошло?
те, кто всю жизнь воевал и были самым боеспособным, не объединялись никогда с афинянами как таковой. И что в конце концов произошло? Одно из самых древних государств, которое считается вообще в научной сфере образом демократии, истории, культуры, вообще все считается оттуда в основном. Во что она превратилась? В руины, в груду камней. И государство, которое сегодня в Европе является таким же, как и Чеченская республика, регионом, не донором, а регионом, который всегда в дотациях живет. За счет там других, более сильных, таких как немцы, французы и так далее и тому подобное. Это говорит о многом. Наша республика сегодня, если бы даже, люди многие мне пишут, заводы и надо, это надо. А много людей готовы пойти на завод работать. Вы знаете, что такое вахтовая работа, посменная работа и так далее и тому подобное? Нет, не знаю. Многие не знают. Или видели по телевизору. Работать на заводе 12 часов или 9 часов, это очень сложно. Это не так просто. Нынешнее поколение все хочет решать через айфоны и через голубой экран. К сожалению, у нас нету подрастающего поколения, которое пытается устроиться и идти на работу, зарабатывать, как говорится, через «не могу». Нету. Те, кто остались, это более или менее еще дети 90-х годов, которые знают, что такое переходный период. Они пытаются что-то заняться фермерским хозяйством, чем другим. Понимаете? Чимаев. Брутал Чечен, ты кому это говоришь? Вот. И прежде чем говорить, не нужно ссылаться на гениев и людей, которые стремятся, по сути, к духу. Дух, он всегда был и есть ногчи народа свободным. И этого никогда никто не отнимет, кроме Всевышнего Аллаха. Я не про это говорю, но я говорю про материальный мир. Этот материальный мир, сейчас я тебе отвечу, тебе, Алязинал. Этот материальный мир, к сожалению, делают материальный мир делает из людей свободолюбивых, достойных, превращает в некий прообраз человека. Ладно, это немножко философия, это оставим на другой эфир, об этом поговорим. А так, я считаю, вы не обижайтесь, к сожалению, по уровню образования, стремления работать с заводов и всего остального. Ой, какие чудовицы яйцо инженеров, архитекторов и так далее и тому подобное. Чимаев Бахасюк, Брутал Чечен. Мы сидели 30 лет и из Орстхой сделали в Ингушетии ингушей. Сейчас мы сидим и из Мялхи тоже сделать ингушей. Ты о чем вообще говоришь, я не могу понять. Если ты мне говоришь про Мялхи, которые живут в Ингушетии, никогда в жизни Мялхи не будут ингушами. И они сами ингуши говорят, что Мялхи никогда не говорят. Донат, Нохчи, Дэр, Вовши, Дэшер, Ларер, Луайлвейн, Аллах, Ильяс, Уятер, Амин, Ильяс, Амин, Аллах, Дэл, Сииду, Аллах. Бодиснак, Эзачка, Сауду, Ахил. Мялхи, Мюрш, Бахушду, Малаш, Бахушду. О том, что из них собираются сделать
из них собираются сделать, не будут этого делать, если вы борт борчаха доходите, тига сандир де лацалиш, хабот бон, борт хирбон. Все любят сильных, слабых никогда никто не любит. Запомни раз и навсегда. Это правило, которое проще простого, и которое всегда в истории было так. В истории любят сильных, любят победителей. Мялхима хахбу бухт ир онхи. Сум бойзу мялхи, иншалла, деши чуабуэй. Башлам, у вас есть абазинский тейп? Есть. Абзуай тейп есть, конечно. Садук на васти, бу мялхи, царь гуттера нахчу дуо. Ой, за вами что? Аллилуйя. Послушай, асунду ашлом, сюек хакач, да, те? Вот ты заходишь, походу у тебя внимания мало, я не знаю, мялдук дала, я 100 царяйте на евро, я 50 царяйте на евро, это я знаю однозначно. Но каждый день, который ты присылаешь и спрашиваешь, не пришло мне ничего на PayPal, а десервала, сакочервана, этот PayPal у меня рабочий, он работает. Заблокировать цава, соном цава, худи, вроде, ну заходишь и начинаешь. Если доходит, слышал ты мелодию? Вот так же, когда доходит, приходит сообщение на PayPal. Не приходило мне ничего. А давала сакочервана, хайна, стоит. Да, висился хис ушелери аватарка с PayPal, да я забрал. Башлам, это не тейп, это абазины, живущие в Чечне. Еще раз повторю. На книге они записаны как тейп. Я говорю по книге. Только почему вы говорите мне это так? Я понимаю, вы хотите, вот, чтобы не кам, абзуай, конечно же, это кам. Черкези это кам. И так далее и тому подобное. Я и дать асдюч, так что доктор. По книге они записаны. Может, он читал и видел, где это написано. Там написано как и народный тейп. Они написано, есть такое. Поэтому тейп алязинду, поэтому я ничего не могу изменить, извините. Вопросы не ко мне, вопросы к этнографу. Башлам, в нашем тейпе есть какие-то известные представители. Свобода 8 есть, но я говорить не буду. Я не хочу этого говорить. Почему? Потому что это самопиар, а я этого не люблю. Ассаламу алейкум бусулбнах. Ва алейкум салам. Сердик хилшу махва. Ва алейкум салам. День нам всем добрый, счастья, мира. Я читаю, еще пытаюсь повторить. Я понял сейчас все. Я понял. Боюсь того, что будет, если не испугаюсь, поэтому и боюсь. Ажхай пропаганды. Так, это я не понял. Ладно. Хуйца, мамески. Копированные тексты, хуйца, бах. И здесь уже, походу, пошли свои какие-то темы. Ибра, ютубер Ибра. Если есть вопросы с ютуба, тоже просто копируй и отправляй к нам. Я постараюсь на них тоже ответить, если есть. Если здесь сейчас они общаются между собой, разбираются. Походу он настройки делает себе в PayPal, да. Тогда давай запишем сюли, новые, румки, раскры, чеченские тейпы. Нет, они не чеченские тейпы. Они записаны как тейпы, не чеченские тейпы, а тейпы записаны. Башлам арвака, мискин бог, вездуёцик, вездочк, амел дяшвей, говори арвака, руху текст скопируйте нас. Еще раз, особенно вежершки, жрешти халду.
arbojts je arboj deels je payğmars yazın sallallahu aleyhi ve sellem ve Muhammed payğmars yazıyor öz doç yığıl kadoş do amel diyaş olsa и солнцу дяшумадас Аллах далха жвап лурдусу. Öz доч амел язинек сун гамагиняха аса сразу удалить вирушун. С эфира арвах крушунаса. Сутанга дихаш дяш ват саук давян кузаца ват сун сай нахчи qam düyüz sun сай muaq bir sun der suna юх юш özda bolşa düğüne doş bol nahчи biz те, которые матерятся как сапожники, ДНН, я вам сказал. Для этого есть директ. Зайдите там и между собой общайтесь и там разбирайтесь между собой. Неприлюдно, а то дозор пошел. Башлам сюет диспут. Я ни от кого ничего не закрыл. Запрос, когда приходит, я принимаю. Я, честно сказать, я уже до часа рассчитывал, что будет сегодня эфир всего лишь час, но сегодня разное. Начиная от культуры и так далее и тому подобное. Поэтому, если есть вопросы... حوسيش زيناش مناش شو ميازيه يسندو أميل شو مديه غالطو يوتش ونيك دوتش تعاوات سونجين هما دات üç lilla son إذا يسندو همشا إفيريح نخ بولشا مديت ديريكت чудо латигадич вуладу. А иначе я просто-напросто эфир аярзалю. Шуна и шуй камил, что важно. Здесь люди интересуются историей, этнографией, географией, культурой. Я понимаю, что я затронул немножко вопрос о межнациональных браках, но все равно нужно быть немножко сдержаннее, нужно быть фет из окчуах вой дуатри вежри болса, что муастрема бокчуаш. Уахойшен лерикш уахкин. خودين معطور برتيش خودين زيادير درتيش خو ال نقشي قام سيسز دير درتيش بوش عش بوشالا ويدع هاي сразу бяхнем билось чайник тесейла. Как говорил мой очень хороший друг, брат там, да, с друг, я думаю, голод не тетка и даже не братка, поэтому я Кечен буга чайник, ума кружка хая, шедатей, еще выстахольше. Пока не отключились, я сегодня против. Крушенцы, мушенцы. Что, кружка юска. Одинокий волк, божди. Оши чем рисковать дедуна. Амиловали. Что он этот экспериментально. عيش دريس وولش أخذه سارة سخة فروقتشي ناس малхи ваях мел дик якела, так что все свое шудеш мадеш хай бакин аж буа عادي он аквайн дал что где. Кстати, Дозер был правильно указал про укрепление на границе. Echt حماش تقشون صوصة يصور تاق بماتسون тут противоградный стан. Вот так. Самого чувача мелчу. Я сам мелчу, да. Боз. Возьма лилай. Самовар üyetsel Дегам дятния соне. Хейдисталуши üyetselтани слуша. Балдик бич. Последняя хайна. Лан мокшоч. Сон хад ведлир. Шадик этсуманте.
да, инсам самуар шиюча, да, царса покау. Но самуар чуча дикам ху. Самообслуживание. Самообслуживание, никому. Худею. Про крепость Приграйстана есть информация в книге «Установление русского владычества на Кавказе». Башан Худеалиев. Но насчет этого не беспокойтесь. Самогарти. Сусай Оман Мастер Ватчун, это я так скажу. Раньше говорили, если ночью онах Зудиалин Ваца, Сюнатехи Яца, Хуай Оман Мастер Уош, Халавай ночью Кицна. Он хульшила. Не потому, что он предатель своего народа, а потому, что ты не оставил наследника, не оставил воина, не оставил сына своему народу, который в любой момент должен защитить честь и совесть, настаивать на справедливости и свободе. А если этого ты не сделал, значит ты враг своему народу. Сунгайра. Сей Аман Мастер Сохир Вачун Самагати Цунда. Сун Сан Беш Тухдиеши Сей Махсер Ам Тухдиеш Кизна Хирбу, но что поделаешь? Сурия зексвига цайо удар габли зексвига цайо габли от сексуда цайез борда и духой. Да, худег. Замекор, заборюшен, если что. Заборюшен. Фильм Артема видели? Нет, не видел. Артема фильм не видел. Поэтому, честно сказать, мне Артема я не знаю. Мне не 50 лет для начала, мне и 40 нету. Так что я пока могу еще козырить этим, что мне нету 40. Ах, что не надо вот. Раньше наши старейшины женились и в 70, и в 80 лет. И браки были сильными, и дети были. Это сейчас мы думают, что если одели кожаные штаны в обтяжку, да футболку, которые, когда нагинаешься, спину видно, когда поднимаешься, пупок видно был, что раздаться. Если вы считаете, что эти люди являются достойными мужами наших сестер, дочерей и так далее и тому подобное, боюсь, что вы очень сильно ошибаетесь. Вот. Да, 44 молодец. 44-45 это средний возраст, я так скажу. Сейчас официально до 35 лет, да, у нас молодежь считается. Я за терпение, не. Хотя, если раз пошла такая пьянка, бац. Нет, я поставил, только чайник поставил, пришел, пока, спасибо. Анекдот есть такой. Приходит в магазин одежды 80-летний старик и говорит: продайте мне 2 костюма. А продавец ему говорит: дед, зачем тебе 2? Возьми 1 костюм, до конца жизни хватит. Смешно. Хоканы стегма брутал чеченную. Удир, Анна стегма сашт. Дед двоится. Иза хуар дат суайн. Далт эмайо айтил вайн халу вайк оман.
итаяч. Кожаные штанишки мич болдыр бу хаусыр дуай. Бо милвисару хаусыр дуай. Доггина. Вайн доггина. Догчо доггина. Моша цасобар дала цаялицы. Подожди, цадихаду, я с вами просто на эту тему пошутил. Ялу, эти вещи я в эфире никогда не говорю и не люблю этого. Для этого есть в директ, там общаться, личные вопросы, семья, дети и так далее и тому подобное. Я, конечно, мы можем в масштабах национальных говорить, но лично я никому никогда не влазю и не спрашиваю. У меня есть золотое правило. Есть у меня дети, нет у меня детей. И все остальные вот эти вопросы уже, как говорится, это личное дело каждого. Залазить в душу каждому я не хочу. В каждой семье есть хорошие, есть плохие, есть образованные, необразованные. Поэтому да, я очень сильно ревностно отношусь по отношению к нашему народу, когда оскорбляют. А так я очень люблю шутки, вечно и все это во мне есть. Очень люблю охоту, рыбалку. Поэтому есть просто какая-то грань внутреннего мира каждого человека, в который я не хочу влазить. Что касается потерять Гургау, я тебе скажу так. Сейчас сегул, сегуй, сесагиалин алла, якидегдина алла, цаур ватсон. Если стегуати, иялили стегхрватсон, иялин чултя стегхрватсон. Это, как говорится, мир, в котором есть внешний мир и внутренний мир. Внутренний мир – это твое, семья. Внешний мир – это уже все, что за твоим домом. Есть ситуация. Что бы ты сделал в 20-е годы, если бы тебя вернули? Уехал бы. Уехал бы, закончил бы побольше бы образования, если бы мне 20 лет убрали. Ой, 20 лет убрать-то, чем мне совсем мало будет, так, свободы. Ну, хотя бы не 20 мало, там, лет 15, не знаю. Ну, в принципе, можно и 20. Уехал бы, закончил бы, получил бы европейское образование. Поэтому, я не знаю, я получил российское образование. Я не говорю, что оно плохое, но обидно то, что ты с этим образованием по миру, в принципе, не можешь ничего сделать. Вот это, конечно, обидно. А так я не жалею. Да, у меня там 2 вышки, среднеспециальное, среднее, есть образование. Но по миру это не сильно котирует. Вот это, конечно же, 97 садуев. Люди столько не живут. 30 с хвостиком, дух. Что положение. Я знаю, борода, лысина. Нет хорошей жизни, конечно. А так, ишь там, нет, кятвер, сейчас молодеть, то что стоит мне сделать лысину, чуть-чуть бороду поправить, а сможет один я с моей, ага, я молодею. Ну, что-то в последнее время расхотел я что-то быть молодым, а ну его в болото. Я хотел бы получить, я очень сильно жалею, что я не получил европейское образование. Очень сильно жалею. Турция к Европе, если только мостиком в Европу. Честно сказать, для меня Турция это, как тебе сказать, это точно не Европа. Полуевропа, как говорится, Азия.
Учиться никогда не поздно. Нет, поздно уже. К сожалению, сейчас уже поздно. Может быть, я хотел в этом году пойти в аспирантуру, но финансы мне не позволили. У меня семья большая, 11-12 человек. Я вместо отца, и поэтому у меня пока возможности нету пойти куда-то учиться. То есть имеется в виду закончить аспирантуру и так далее. Подобное. Тут речь не о том, чтобы платить и учиться, а просто диеша, диеза, иеца, иеза. Вы просто не представляете, сколько сегодня стоит даже элементарно самая простая. Сегодня зарплата 30-40 тысяч, это считается вот чуть выше средней. Вот. А это каждая книга 1000, 2000, 1500 больше книг. Еще без книг ты не можешь, потому что надо учиться. Компьютер, вот, то, что я там мечтаю, компьютер, не компьютер, а даже ноутбук. MacBook юза, MacBook юзил, а кадек дура, хорошее, чтобы взять один раз и на 10-20 лет. Компьютер, жесткий диск, хорошие наушники, петличка, все я подбивал. Еще до подорожания доллара выходило приблизительно где-то в пределах 200-300 тысяч. А сейчас все еще подорожало. Поэтому это не так просто. Сегодня студенты, которые учатся, это вклад в будущее. Я понимаю это, я знаю, что это не дешево. Все дорого. Какой выше средний? Канада за день можно заработать, работая на стройке. Давал 10-20 лет в Охамов. Ладно, давайте как-то постараемся сейчас решить, поговорить, закончить вопрос. Так что задавайте. Я чувствую, что вы уже немножко... Ибрагим, Мечуанаса, этот, с Ютуба, Ибрагим. Что там в Ютубе? Есть там кто-нибудь? Отключился он, не отключился? Надо бы, если я рассчитывал бы, что я буду столько в эфире, я бы, наверное, все-таки сегодня бы зачитал, как говорится, зачитал бы я доклад страниц 10, рассказывал алейкум салам. Но я думал, что час всего лишь максимум протерплю. Но час не получился. Ингуши Galaxy приложение советую. Кто хочет учить английский язык. Ибрагим есть на связи. Почему мы собираем всех чеченцев из Ингушетии и не сделаем мероприятие? Какое мероприятие? Всех чеченцев в Ингушетии. Давай позитивнее, не очень позитивные прогнозы на будущее 5 лет. Нет. Это все в руках Всевышнего. Ваша сахты любитель. Удар. Сахч. Слабость всю. Но у меня всего лишь 2 пары часов. Я большой любитель. Сейчас я покажу одни. Самые, к сожалению или к радости, не знаю, самые дорогие, самые любимые мои часы, это вот такие вот. Я очень люблю часы из тех, которые носят каждый день. Я люблю чисто фирменные часы, а так лучше там подделки, что даже. У меня 2 пары часов, одни немецкие, Mercedes-Benz у меня часы, и другие у меня чисто японские Casio. Casio им года 2, Mercedes часам 10 лет. Вот, это Casio ProTrack. Это не новая версия, это все старые версии чуешь. Вот. Я очень люблю. Мне они нравятся именно. Почему? В горах, в плавании не бьются. То есть
везде можно их использовать. Поэтому очень так впечатлило, что часы, конечно, какой настоящий джигит не любит часы? Конечно, любит. И что, пытаясь их меньше, чтобы нужно тебе их отправить в подарок Бузуртанову. Но если ты так переживаешь, отправь. У тебя, походу, лишние есть. Мне Бузуртанов, мне кто, чтобы я ему в подарок что-то слал? Вот. Никто. Так что хорошие фермаки, конечно, дорого стоят. Дорогие, что дорогие? Походу, многие уже потихонечку. А кто такой этот Бузултан? На этот вопрос даже я не могу ответить. Бузултанов любит каменные часы. Ну, мы пошла. Наверное, там он ерся, наверное, вообще. Жим-жим. Нормально. Инсайден уасаниц макашня. Цадик. Ойш-ойш. Стоматологлях. Цун цажимац. Закепя кош макашня. Церкш сахар душа. Церкш с последнего. Цамбата. Особенно. Сахар очень. Церкш яин. Положение. Найду хорошего какого-нибудь. Хал барсов, алсам. Стоматолог шбардик. Но сейчас их нету. ДРС. Пойти к стоматологу любому, это сегодня мы за простой цик тает и тает почти 4-5 тысяч дыр. И походу мы не ту профессию выбрали. Сегодня стоматологи еще те ого-го, как говорится. Что. Мало времени уделяю, не очень мало времени уделяю. Не знаю. Европе хылам хылок чуа эфире. Док хылца хылаца асун. Ну, с европейской части света в эфирах тоже у меня люди бывают. И немало. Германия, Австрия, Франция. Есть кто остается в эфире часто, как говорится. Работают, отвечают, задают вопросы активные. То есть я не чувствую, что европейские ночи, они как-то абстрагировались от нашего народа и говорят, цигадегу адалабалбас, такого нету. Мичанауа, ночи, ще помощи, история масон сагаттяшу, и это есть благо. Вот. Что касается помощи. Ну, какую помощь вы должны оказать? Во-первых, те, которые уехали в Европу ночью, они не являются там богатыми. Еще соволбца, простой нахуй, тебя беша, куза беша. Поэтому они и сами, как говорится, еле-еле душа в теле бяхчуни дают. Ну, халбахшбу. Тогда бы на миллионершхал, который прямо сам взлет. Такие люди в эфирах не сидят, если есть даже.
А здесь общаются обычно простые люди, с простыми тусуются, а пафосные везде всегда ищут место, где бабки есть, если только с ними тусуются. А им в эфирах простых людей, ты что, мы же смертные, а они такие. Башлам Ирдали, Нохчиш Бюч был Моттах, Хитром Мавац. Я больше 8, я понял. Я слушал, я понимаю их, ничего такого, просто Ширмуат Бойза. Панкиси то же самое. Дело урду махка, шхылар разница. Я не знаю, от чего ты сейчас это задал этот вопрос. Если ваши помогают, Абадиеву, Бузуртанову, Кулумбекову, извините, Кулумбекашвили, там и остальным, благо есть, пускай помогают. Вот. Я за это не переживаю. Вы знаете, то, что сегодня уже сплачиваются и собираются все вместе разные тейпы с разных районов, регионов. Мой народ, для меня это показатель. Многие не знали многих вещей, но мы доводим и каждый день публикуем и показываем. Поэтому я за это не переживаю. А что касается конкретно, мне здесь многие всегда задают вопрос, я разве прошу ни у кого ничего не прошу и не хочу зависеть ни от кого. По мере возможности, конечно же, проще быть свободным, независимым, более или менее не влазить в никакие проблемы и все. Что за Кулумбекашвили? Ну, как же, злой Изя, грузинский, ну, не грузинский, иронский блогер, который стал грузинским блогером, который там рассказывает про мой народ всякую чушь. Я про него и про тех, кто ему донатит. Ну, снова же, это их личное дело, это их личные деньги. Я им не править, не запрещать, не разрешать. Единственная просьба, не лезть своими вонючими, погаными руками в историю моего народа. Вот. А так, дальше хоть юзом пускай ходит по всем союзам. Поэтому, честно сказать, мне дела нету. А так, если вы пытаетесь, думаете, что каким-то образом мне были здесь нарнейцы, которые говорили, о, иди лучше работай где-нибудь и так далее. И тому подобное. Я работаю. Я работаю днем, ночью работаю в интернете, имеется в виду, пытаясь хоть какую-то пользу принести своему народу. Чем-то хотя бы. Поэтому я за эти вещи вообще не переживаю. Если вы считаете, что человек свое свободное время не должен проводить для своего народа, то вы, значит, не знаете ничего о патриотизме и ему подобном. И что, ой, отсюмана сагатик дать, ой, даруштик диду, а история. Кстати, сегодняшний документ очень важно был, зря вы не прочитали, многие просто по ходу пролайкали и прошлись. Это документ из Министерства внутренних дел СССР. Это очень важный документ, это официальный документ, его нужно с ним ознакомиться. Ва алейкум салам. Это нужно знать, чтобы вы понимали, вот эти села, это Курчалой, это наша территория, исконно всегда бывшая наша территория. То есть они были против отдавать дома, даже проживая здесь, как говорится, проживая здесь, на нашей родине, они не хотели, не освобождали землю, писали заявление, чтобы посадили чеченцев, чтобы выслали чеченцев обратно в депортацию. За эти заявления, конечно, делали в основном
казаки и русские, которые были в Грозном. Вот. Но Сюли тоже, оказывается, не опаздывали. Они очень даже были за то, чтобы не возвращать. Высказывание Гарибекова Муслима, который сказал, что ниц кача цасюли мовит, нохчичуа, что добавить, сейчас хабях кинчики добавить. Было такое высказывание у Гарибекова Муслима, первого председателя обкома, кажется, там, после возвращения с депортации. Только сейчас можно понять, насколько это были его гениальные слова и насколько он был прав. Потому что, когда раньше я эти вопросы читал, я думал, а что там, при чем тут это, они тоже, ну они, люди, которые защищают и говорят, их же тоже переселили с гор, они не хотели переселяться. Они с гор переселились в горячие, теплые дома, в которых были еда, еще не остывшая, была скотина, было все. А Нохчи всегда, Нохчичу это была всегда житницей Центрального Кавказа. И они заселились на все готовое, и вы мне рассказываете что-то о депортации, да? Ну, о какой депортации вы хотите рассказать? А какой? Да, возможно, это переселение, но это не депортация, если ты в дороге не теряешь 1000 человек, 19-20 километров перебрался, засел в чистые чеченские дома, побеленные, без всяких ушей и всего остального, и ты рассказываешь, как же трудно было переселяться, но Нохчи этому не нужно рассказывать, мы прекрасно знаем, что такое. Кулумбекашвили это такой прикол? Нет, Кулумбекашвили не прикол. Его фамилия Дмитрий Кулумбекашвили. Но Кулумбеков его фамилия, но поскольку он сейчас живет в Грузии, он себя назвал Кулумбекашвили. Бузуртанов существует. Давайте, я не люблю оскорбления. Ва алейкум салам кейлам. Официально Балбеш. Нет, по контракту. Неофициально. Ну, Абин был Бог. За это платит. Осетины также делали. И, ну, это уже нужно, честно сказать, надо найти документы. По осетинам не знаю, но с Юлей я могу сказать. Русские настолько обнаглели, что думали, что Грозный принадлежит им, а мы должны жить в горах. Но нет, потом они как раз таки не хотели о том, чтобы быть, чтобы были, как говорится, в город даже не хотели запускать, и в горы не хотели запускать. И то, и другое. То есть там реально было такое, что Тина Агацев, председатель СОАСР, писал письмо в Москву, чтобы был установлен запрет на возвращение ингушей. Ну да, ну там я читал об этом, да, они были против, дагестанцы, осетины были против, и там некоторые русские, говорится, там есть такое, да. Нохчи Турпала, это пришлые к нам, ничего общего не имеют с нами. Чего все такое, ассаламу алейкум. Особенно. Аналитика. Если я тебе так скажу, тебе будет понятно особенно. Башлам, что за история перемешку с депортациями, только связанная с Украиной? В 30-е, 20-е, конец 20-х, начало 30-х годов был Голодомор. Украинцев переселили на Кавказ. Кавказ был более или менее житницей. И больше всего тех людей, которые, если ты про это говоришь, тех, которых приняли, ну, больше всего, сколько могли, приняли, приютили, накормили и оставили среди себя хохлов, точнее украинцев, это были Нохчи. Но они были и здесь, и были в Сунжинском районе, нынешнем спорном районе, кстати. Там были расселены хохлы, украинцы были. Их приняли, некоторые из них остались и вместе с нами во время депортации уехали в Казахстан. Если вот ты про это говоришь.
Башлам, как думаешь, осетины против кавказцев? Нет. Не думаю, что осетины против кавказцев. Нет, конечно. От того, что они ведут своеобразную политику, это не обозначает, что они против кавказцев. Да нет, конечно, они сами кавказцы стали уже. Теркистя много было тоже. Поэтому осетины это такие же кавказцы. Сегодня они, сколько бы лет не прошло, 500 лет или 600 лет, мы не говорим об их действиях или о их несправедливом отношении к нашим братьям ингушам. Речь не об этом, не о политике, не о территориальных каких-то. Ведь среди них есть и мусульмане, и достойные, которые не заняли, там, не участвовали, не задействованы были в войне, в конфликте ингушско-осетинском. Поэтому о всех говорить я не стану, тем более. Поэтому я не думаю, что они противники. Это как такой, весь Кавказ украинцев приютил. У нас есть Кабардин. Ну, весь Кавказ нет, но Кабарда, черкесы и Новчи, это вот как бы соседи. Там есть определенный перешейк, который их принял. Не все приняли. Кударцы и дегорцы сильно отличаются. Ну, я ж поэтому говорю, кударцы и дегорцы же они называют себя мусульманами, осетинами. Тогда будет несправедливо, если мы их будем там говорить, что они против кавказцев. Как могут быть осетины против кавказцев, если они сами кавказцы? Они кавказцы, хотим мы этого или не хотим, нравится нам или нет, они кавказцы, это уже без малого сколько лет они здесь, даже если считать их прошлым, ну, почти что, как минимум 1000, 1100, 1200 лет проживают. Это не маленький срок. Если так посудить, то говорить об этом, конечно же, многим народам трудно будет сказать, что они коренные. Что вот так вот. Этот единственное, если у вас есть кто-нибудь в директе есть, Алим Султанов описывает Кавказ. Ну да, в принципе он прав, но Алим, нужно быть осторожнее с заявлением. Весь Кавказ это немножко утрировано. Кавказ весь он намного больше, тем более весь, даже не Северный Кавказ, а весь Кавказ это, я думаю, что он немножко переборщил. Думаю, что это недостоверно, как бы говорить весь Кавказ. А может быть, он не в прямом смысле имел в виду. И да, я своих подписчиков хочу спросить, если кто-то знает, вот у него вот на часах есть обод вот этот черный. Скажем, он, то ли я куда-то упал, не знаю, обтер, вот и краска яхнасу. Если вы знаете, чем можно, что можно сделать, чтобы этот обтертую вот эту некрасивую сторону закрасить, напишите в директ, что нужно сделать, чтобы этот черный цвет естественный вернуть. Только не надо вот эти шутки про то, что маркером закрасить. Маркер не помогает, сразу вам говорю. Скажем, лак, конечно, лаком его не покроешь. Жалко. Жалко, что я являюсь педантом. И это очень плохо. Все идеально никогда в этом мире не бывает. Ладно, уважаемые мои братья и сестры, я смотрю уже 44, но хоть по 50 человек я сомневаюсь, Дозер, я не думаю, что если заменять, боюсь, что она будет очень дорогая на Casio, тем более вот эти часы Casio уже нету, где их найдешь, протрековские Casio. Ну что ж, уважаемые мои подписчики, огромное спасибо Масарна Баркалдересху, в первую очередь всем, кто сегодня задонатил. Огромное спасибо за поддержку канала, за то, что поддерживаете, за то, что даете нам второе дыхание, чтобы мы могли сделать все, что нужно для нашего канала. Огромное спасибо всем моим братьям, сестрам, которые до конца досидели в эфире, задавали вопросы
интересовались. Массарна дерес хил, шуна сюгер цаледар ло яхал хитер делла. الله ديل دو حدوخ أشوقين دي دوس وتعمنا دين خلقيتي غير شوات نوع дает غير شوات Дейл интер доллар дух. Я просто пытался вам рассказать и то, что я прочел и увидел в книгах, рассказать вам историю. Поэтому алейкум салам. Поэтому прошу не обижаться, если вдруг что-то неправильно. Не забывайте подписаться, пригласить к нам новых побольше подписчиков. Лайкайте обязательно, оставляйте 1-2 комментария, выводите наши посты и наши эфиры в топы. Большая просьба, если у кого есть возможность, если у кого есть аккаунт, если что-то вам понравится, не забывайте делать репост нашего канала. Всем моим дорогим братьям и сестрам с YouTube канала Bashlam.39 Live, им тоже массага салам маршал. Огромное спасибо за то, что задавали вопросы. Огромное спасибо всем, кто оставался с нами до конца. Массер Дейрес Хил, Бюсталдей Халео, спокойных слов. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Если будут вопросы, будет информация, фотографии, книги о нашей истории, что-то важное, отправляйте ссылки в директ, проверим, посмотрим. Если оно полезно, нужно, важно для нашей истории, этнографии, географии, мы обязательно загрузим. С вами был Башлам на канале Башлам 39. До новых встреч. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Всем спокойной ночи.